то есть меньшинство. Как ты по меньшинству посудил весь цивилизованный мир? Как у тебя это получился? По телевизору Давай показывают их. больницам посудим, что весь мир теперь психбольной. Давай? Ты что, телевизор смотришь? Ну, приходится иногда Нам смотреть. европеизации бояться незачем. В Европе есть Финляндия, которая на финском разговаривает. Есть Латвия, которая на своем языке разговаривает. Есть Хорватия, есть Австрия, есть Германия, есть Норвегия, есть Дания. Есть там еще большое количество стран, которые разговаривают на своем языке, имеют свою культуру, свои национальные традиции, выполняют их, собираются на праздники и все свое национальное сохраняют. Почему мы должны бояться того, что мы станем цивилизованным обществом, которое будет сохранять, модернизировать свое? Как раз таки мы и должны стать европейцами. А что есть на Востоке? Есть арабоязычная общность. Арабы их не признают. Арабы, родина арабов – это Саудовская Аравия. А сейчас арабы, точнее арабоязычные, потому что арабы не признают арабов. Вот есть какие-то по-арабским, если спросить у курайшитов, какие-то ублюдки, населяющие полмира, которых они сами не признают. Что мы должны стать ими, что ли? Афганцами, бочабази, пакистанцами, я не знаю, выкапывать могилы и насиловать женщин. Эту культуру мы должны бояться. Или должны бояться сохранения своего. Вообще Вот вы нелепый, говорите то, абсурдный что... вопрос. Да. Вы говорите то, что надо цивилизация нам. А разве в нынешней Чечне нету цивилизации? Вроде же все есть. Причем тут цивилизация снаружная, когда ты к ней относишься паразитически и ничего абсолютно не производишь. То бишь ты мусульманин, абсолютно бесполезный, только паразит. Ты только плодишься плодами, ну, кушаешь плоды цивилизации, но ты не являешься частью его. Ты не признаешь эту цивилизацию. Для тебя она некое что-то враждебное, и ты типа воин против нее. Все хорошо. А вы что предлагаете? Вы вообще чеченец? Зачем вы до Не, чеченцев? я не предлагаю, я просто слушаю. Просто лично я раньше думал, то, что вот это все ЛГБТ и так далее, это из Америки. Да? А вот великие исламские халифаты, там были свои евнухи именно для мужчин, чтобы с ними занимались всякими делами хорошими, телесными усладами. Для женщин были евнухи, чтобы за ними наблюдали ради своих халифов, ради своих вот этих вот амиров. Об этом вы знаете? Даже у них свои специфические названия есть. Гуняль, гоняль, что-то там такое. Вы об этом знаете, что все это идет из арабской культуры, цивилизации? Ну вот я недавно услышал на канале антитеррора, вот это разные видео бывают про это. Вот. И что тогда делать? Что вы на это скажете, наш дорогой, все хорошо? Ну это, конечно, нам не надо, ну, имеется в виду, никому не надо. От этого И нам, надо вы от имени кого избавляться. говорите? Мы. Кто мы? Мы должны быть мымами, а они должны быть анимами, да? Кто мы? Кто? За кого вы говорите? Кто вы? Ну, Кто нормальные мы? люди. Кто они? У нормальных. Какие нормальные? Вы чеченец? Вы не чеченец. Нет. Кто вы? Русский вы? Афганец вы? Кто вы вообще? Я с Казахстана. Казах? Казахша бельмен? Да. Отвечайте на крыль. Мен сен. Казахша бельмен. Хайда барасın. Су берш. Бала. Или по-казахски. Да, я плохо разговариваю. Он не казах, он Казах из вот. Казахстана. Не, почему? Я в казах, ну, в Какой русской жуз школе у тебя? учился из-за этого. Какого жуза ты? Младшего. Как называется младший жуз? Северного Казахстана я.
Просто, Нет, ну, жуз, я жуз, как учился в русской называется школе, младший? поэтому Младший жуз, как ты что, свой родовой не знаешь? Младший жуз как называется? знаю. Атырай-Караул. Это А, Северный Казахстан, Кокшетауский область. молодец, без. Тенгрианство поддерживаешь? М, Но если в Ну, этой группе кстати, сидишь, наверное, поддерживаешь тенгрианство, нет? судя по их вообще вот то, что они делают, да, потому что они вреда никакого не несут. А вот то, что вот это ислам, ну, что-то много совпадений в последнее время таких, ну, враждебных. То есть там терроризм, вот, например, то же самое, то, что в Дагестане было, это все мне заставило задуматься. Дорогой наш, все хорошо. Вообще тема терроризма, тема радикализма, тема человеконенавистнической политики, человеконенависти, вот этой ксенофобии, расовой нетерпимости, религиозной. Это все в исламе, дорогой мой. А ислам выгоден русским. И весь этот исламизм во всей его такой прекрасной форме, красивой, нам навязывается. Мы отвечаем за чеченцев. За чеченцев. России. Хотим мы того или не хотим. За 17 лет. Нам это не нужно. Вот именно чеченцам это не нужно. А кто хочет, пускай в него верит. Хотят казахи верить в Аллаха, пускай верят. Хотят народы так называемого сформированного русскими Дагестана верить. Пускай тоже верят. Мы же не говорим. Я отвечаю за себя и за чеченскую нацию, потому что я являюсь этническим чеченцем. Я говорю, чеченцам ислам не нужен. Вот в этой форме. Вообще в любой форме. Зачем нам ислам, если мы живем в горах на равнине? За Кавказским хребтом, если взять со стороны арабов, мы живем на севере. У нас своя география, своя культура, свои боги, свои национальные традиции. Нам не нужен ислам, нам не нужен Аллах, нам не нужен Коран, нам не нужен их пророк, нам не нужны их пророки, нам не нужны их истории, нам не нужен этот Ноха Пайхамар, пророк. Нам это все не нужно. Пускай русским это надо, пускай к себе забирают на московские болота. Там себе устраивают шариат. Но нам не надо навязывать. И нам не нужна вот эта вот солидарность мусульманская умма. Нам нужны люди, которые хотят с нами дружить. Будь то казахи, народы так называемого сформированного этими русскими колониалистами империи, Дагестана, этими кабардинцами. Нам дружба нужна с калмыками. Мы со всеми миролюбиво будем жить. Но нам не нужна не вот эта вот мнимая солидарность, которую нам навязывает Россия, вот эта империя, что там мусульманская умма, какие-то мусульмане, какие-то там у них там эти вот какие-то конференции, там арабы, там мусульмане, исламская умма, исламская конференция, мусульмане, шариат. Нам это не нужно, это не наше, это чужеродное. Понимаете? Вот вы казах, если, допустим, приходите свободно, мы вас примем, дадим вам баурсак, напоим вас чаем, потом кумысом, потом вам сделаем бешпармак, и если хотите, оставайтесь среди нас. Хотите домой, тоже скажем, будьте свободны, уходите. Вот мы такие люди, понимаете? Нам не нужно чужой вообще, мы на чужой не посягаем, нам нужно свое. А когда мы говорим о своем здесь, допустим, я, например, говорю о Чечне, о нашей культуре, о нашем языке, о нашей географии, о нашей истории. Приходят всякие люди с разных сторон, будь то чеченоговорящие, не чеченоговорящие, начинают нам пропихивать, проталкивать эту тему ислама. Говорит, вот мусульман, мне абсолютно неинтересно, зачем мне волноваться за Казахстан и ислам в Казахстане? Зачем? Зачем мне волноваться за Узбекистан, что там в Узбекистане какая-то религия там подвергается гонениям? Или в Саудовской Аравии, там есть у них шариат или нету? Да мне плевать там на это все. Какой у них там шариат? Рубят они себе там голову, не рубят. Женятся, не женятся. Люди сами разберутся, да? Да, да, совершенно, абсолютно. Пускай они разбираются сами. Я им не буду говорить, не верьте, верьте в Аллаха. Хотят верить, пускай верят. Но пускай нас оставят в покое. Вот и все, что мы говорим. Есть что добавить? Все хорошо. А как, вот вы говорите то, что ислам это российские спецслужбы навязали Кавказу. А как они могли навязать? Что-то не совсем понимаю. Вот Не вы зашли только же. российские, но и османские. Через своих агентов, проповедников. Потому что Кавказ это стратегическое место. Османы хотели там свое влияние, тюрки.
И русские хотели также, потому что русские и тюрки воевали там сколько веков. Монголы, тюрки и русские. И как бы каждый хотел на свою сторону, своих интересов делать, ну, передовой, как бы скажем, на границе иметь свое войско. Если мы мусульмане, то мы будем войском султанов, там, османов будем, за них против русских. Если мы будем за русских, то мы будем на передовой русскими солдатами, которые против тюрков. Поэтому как бы там что и тюрки, что и русские все посылали своих проповедников, не проповедников, разных течений потом. Если уже исламизировано, то уже посылают разных сектантов. Эти присылают там какого-то вот этого тариката или суфизма течения. Эти посылают там ваххабитского течения. И, короче, дальше продолжают это, свои интересы проталкивать. То есть, если у народа нету своего, и если он не на национальной какой-то идее руководствуется и поступает в соответствии с национальными идеями, то это лакомый кусок для, скажем так, империи. Потому что разделяя властвуют, там, использовать и так далее. То есть они видят, что вот эти дебилы, там, аборигены, у них нету своего ничего. Давайте им дадим что-то, и они последуют за нами. И за нас будут воевать. Все хорошо, ответили вам. Вот смотрите, все хорошо. Да, да. Пример вам приведем. Как к вам обращаться? Байгулы, Абайгулы, Хайрат, Серик, Еркинбай, как вас там? Хотите Канат, как вас назвать? Там можно все хорошо, нормально, никнейм. Я тогда давайте по-казахски скажите, все хорошо, я буду по-казахски к вам обращаться, потому что у нас в гостях казах сегодня, все хорошо. Как по-казахски сказать? Там подожди, жарайт, жарайт. Вот по-казахски жарайт, это все хорошо, правильно? Жарайт, 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 жарайт. Хорошо, по-казахски хорошо, жарайт же? Да, да. Жарайт. Мы будем вас называть жарайт. Отныне и навсегда вы для нас жарайт. Вот смотрите, возьмем, например, на сегодняшний день нашу Чеченскую республику оккупированную. К нам приезжают, не приезжают, а привозят всяких арабов. То одного в челме, то другого в халате, то другого в каком-то платке. Разных вот этих толков исламских. Ашариты, мухариджиты, ну не знаю, я даже хавариджиты, караниты. Разницы нету. Главное им открыть путь, зеленый путь. Их сюда завозят, с ними песенки там поют на арабском языке. А другим всем путь закрыт. Почему туда не может приехать ни американец, ни европеец, ни чеченцы Западной Европы свободно? Почему не налаживают авиационную связь? Потому что не хотят, чтобы мы освободились от вот этого русского влияния исламского. А любые спецслужбы таких империй, как Турция, нас используют тоже. Та же вот это вот Персия, Иран. Им нужны свои интересы. И они вот посредством религии нас и обрабатывают. Вот такие вот дела, наш дорогой Жарайт. Поэтому у нас все арабы сейчас. В России нужны арабы там. У нас Чечня оккупирована. Одни арабы. Одни арабы у нас там. Все. Палестинцев нам заводят пачками, этих своих агентов, которых они вывезли из Газы. Вот этого привезли кого-то в челме одного араба на лошадях. Он скачет, кто-то песенки поет, плачет, взывая там руками кверху. Другой там арабский в халате там привезли саудовского какого-то араба. Одни арабы. И чем больше разных арабов, тем больше они свои вот эти вот религиозные течения пропагандируют. И больше чеченцы делятся. Потому что все говорят, Аллах такой, Аллах такой, Аллах такой, нет, не такой. И мы спорим друг с другом о вообще ненужных темах, а о самом насущном мы не говорим. О нашей свободе, о нашей культуре, о нашем праве быть чеченцами на своей земле, говорить на своем языке. Вот видите, вы пришли к нам, казах, дорогой вы наш брат, Жарайт, и вы нам проталкиваете ислам, а нам он не интересен.
И вы в наше время занимаете, вы нам проталкиваете вот этот ислам, который вообще абсолютно никакого отношения к чеченцам не имеет. Вот. Видите, как вы проводите, сами того не подозревая, русскую политику среди чеченцев, ФСБшную. А откуда мы знаем? Может, вы агент ФСБ или КНБ, Казахстанской национальной безопасности. Ну, какой-то там проповедник, так называемый, салафит. И нам проталкиваете исламские тезы, русские. Или там вы среди чеченцев работаете в Казахстане северном. Чеченцев в ислам будете. Мы же не знаем. Вот мы поэтому и говорим, нам не нужен ислам. Русский православный Ахлю-Сунна ва аль-Джамаа. Ислам. Вот вот на арабском языке, вот где гласные, надо всегда вот так тянуть и плакать. Поэтому иногда получается, непроизвольно кричу, там у меня выскакивает это, ну это бывает, ничего страшного. Это как бы это заносит. Ну все будет хорошо, иншаллах, рахма. Все хорошо, жарит. Ну это скажете, жарит. Молчите? Не хотите? Да я никому, я, как сказать, я уже давно не ассоциирую то, что ислам это чеченская культура. Я уже давно понимаю, что к чему, потому что уже, наверное, около почти полгода где-то, ну, ознакомлен, то, что это не так. Я вот как попал на канал антитеррора. Я же вообще начал за ЛГБТ, я-то думал, это с Запада все пришло, с Америки. Но потом, с одной стороны, да, вот это вот Бача Базим, это страшно. Я потом я уже понял то, что не все так однозначно. Да, даже тоже и в Европе или Америке вот это ЛГБТ, оно как бы, ну, по обоюдному согласию, там люди осознанного возраста там делают осознанный выбор и какими-то своими делами там занимаются. Никому этого не навязывают. А тут как бы маленького ребенка вообще с маленького возраста его воспитывают таким целое общество. То есть ты давай виляй жопой, весели нас. А он-то ребенок. Его же, ну, воспитать надо. Если его так воспитывают, то там, если даже он не гей, то он уже как бы может пойти по этому пути. То есть и обещанный, ну, Мухаммед, вот, Тавсир Абу, как его, Ас-Саади и Ибн Касира к этому аяту о вечно юных мальчиках в раю, аят, короче, в Коране. В Тавсире приводится, что Мухаммед сказал, что каждый, ну, мусульманин, вошедший в рай, получит 1000 этих юных мальчиков, слуг. И один взгляд, они будут настолько красивыми, безбородые, никогда не взрослеющие, с сюрьмой обведенными глазами, то есть, ну, вот этот, как тушь красит глаза. Вот с этими глазами, и один взгляд, они будут настолько красивыми, что один взгляд на них будет доставлять удовольствие мусульманину. То есть вся эта дичь, короче, оно с детства, в общем, ребенком воспитывается. Это даже хуже ЛГБТ. Нашего Жарайта с Казахстана, Северный Казахстан, Жуз, младший Жуз, Аль-Кутай, Аль-Габатай, да, у вас как-то племя? Как ваше племя называется, сказать? Атырай Караул, это младший. Да. Алтырай Караул, вот, вам зачитываем про ислам. Поправьте. Эти. Что вы хотели добавить? Не, ничего. Всех наши друзья, Тушоли, наш друг с Израиля, МД, ЦНС, эксперт, Me Underwear, Devil, Хакомус Лафайет, Штормси, Эйден, Гейта, МК, Асгард, приветствуем тебя от всего сердца, Асгард. Нам нравится ваша матотерапия. Мы слушаем, наслаждаемся. Просто это как мед для ушей. Как вы аккуратно, нежно их так матотерапией лечите вот этих всех охлюшек.
У нас в гостях Точка, Абади, Адам Зеттер, непонятно чего, ТЛ, Бунтарь, Нов в Чекунах, МН, Чайтонг, Карен, наш армянский друг, будущий вице-президент нашей праворадикальной партии. А президента мы, конечно же, выдвигаем Арчи. А идеологический лидер у них Дзудзукетия, Имли Райш, Самолетик, Хорнет, Пасбиноевский, Заза, Ламан Марзов, антитеррорчий Пармат, великий светоч ислама, который прям во всей красоте раскрывает все исламские суры и аяты, распространяет слово Аллаха на земле. Все хорошо, казахстанский наш друг. Агатай Караул, Тарайт наш брат казахский. Вот для нашего казахского брата мы и зачитаем про то, что там происходит в исламе. А у Любелянина, Шайтвани режим, Аллаху Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар, Россия мощь, Аллах велик. Так, читаем. Арабский философ Абуль-Аля Маари заявлял и утверждал, и говорил, что гомосексуализм дозволен в мусульманском раю. Он основывает это мнение на аятах 56, на аятах 56, суры 56, аятов 17-23, и мы сочетаем их, мусульман, с черноглазыми большеокими мальчиками. Если вино запрещено в этом мире, но дозволено в раю, то то же самое обстоит и с гомосексуализмом, заключает Абуль-Аля. Источник, даем источник арабский, то есть англоязычная версия. Абуль-Аля Маари Ризаля Аль-Гуфран Аль-Мухаммад Джалаль Ишк Ауатер Muslim Fi Al-Ma'ashallah Al-Jinsiyya from an introduction to Quranic studies, Light of Life, page 122. Эти заявления стали стимулом для мусульманских мужчин, желавших спать с мальчиками, а также причиной того, почему они не стеснялись выражать свои гомосексуальные желания в письменной форме. По этому поводу профессор-семитолог, это уже западный профессор, но семитолог и арабовед, а также исламолог, Филипп Хитти пишет следующее. Почти все слуги были рабами, захваченными во время войны или купленными в мирное время. Некоторые рабы были евнухами. Вот смотрите, для вас же рай. Евнухи, хисян, это очень такой термин специальный, специфический. Смотрите, слушайте внимательно, дорогие друзья, привлекаем ваше внимание, заостряем ваше внимание на этих терминах. Некоторые рабы были евнухами, хисян, они обслуживали гаремы. Эти евнухи были предназначены, а евнух мы знаем, как мы знаем, это кастрированные мужчины с малых лет, которые они превращаются в таких вот непонятных мужчин, которые просто делают то, что им надо, у них нет никаких влечений половых, никаких гормональных процессов в них не происходит. Они хисян, значит. Они обслуживали гаремы. А гаремы, как мы знаем, это женщины. Ну, набранные женщины, гаремы, наложницы. Другие евнухи, гильман, видите, термин, гильман уже. Тоже евнух, кастрированный, но он гильман. Он не хисян, который предназначен для женщин, а гильман предназначен для кого? Для мужчин. И мы читаем. Носили богатую одежду и умощали, значит, себя, ну, как бы набивали, на себя намазывали себя, как это сказать, обмазывали вот этим. Носили богатую одежду и умощали благовониями свои женоподобные тела. Ну, в гильманы, видать, шли те, которые более подходили как женщины, там, округлые задние формы, ягодицы, там, бедра, там, талии. Вот такие же тоже бывают мужчины женоподобные. Вот арабы все женоподобные, на самом деле. У них большие задницы, и они ходят в платьях. И они такие вот, у них задница чуть назад, и вперед такой женщины. Носили богатую одежду и умощали благовониями свои женоподобные тела. Гильман существовали при династии Аль-Рашидов и при Аль-Амине, который учредил в арабском мире институт Гильман для практики неестественных сексуальных отношений. Видите, чем они занимались? У них это было поставлено на поток, это как бы даже исламом это поддерживалось, укреплялось, и это было в порядке вещей, потому что это арабская культура, это арабский язык, это арабский мир, это арабские адаты, это арабская религия. Потому что арабы между собой занимаются между мужчинами телесными усладами. Вот. Гильман, практики неестественных вод. Существует в династии Аль-Рашидов и при Аль-Амине, который учредил в арабском мире институт Гильман. Эти евнухи для мужчин, которые занимались с ними своими телесными усладами, для практики неестественных сексуальных отношений. Например, судья Аль-Маман содержал гарем из 400 мальчиков, и поэты, подобные Абу Нувасу, арабский средневековый поэт, гомосексуалист,
не считал зазорным воспевать в своих стихах страсть к мальчикам. Источник, кому интересно, читайте Филипп Хитти «История арабов с древнейших времен наших дней», 10 издание, страница 341. Это западный исследователь ислама, религовед, арабовед, исламовед, хадисовед, ну, все, что вы хотите, любой вед. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры во Христе Аллаха, читайте, изучайте, поэтому даже в 7, 8, 9, 15 или там каких веках арабы этим занимались, у них было это постоянно потом. Гомосексуализм у них был, евнухи, которые ходили, наблюдали. Даже есть хадисы, этот евнух уходит, ходит за это. Абу Бинталь, какая-то жена, одна из больших жен, такая крупная женщина, вышла типа пописать. На самом деле она пошла, но он старый был пророк, она пошла там, ну, свои женские половые страсти удовлетворять. Она вышла пописать ночью, типа из шатра. Ну, а там хадис такой написано, что типа пописать. На самом деле она пошла себя ублажать с каким-то, наверное, любовником своим. А пророк уже старый, он уже когда освободился от Хадижи, когда он был старый, на самом деле. Потом он пошел по наклону, начал там жениться на малолетних вот этих вот девочках, 6-9 лет, Айша. Другие у нее там типа жены были. И когда она вышла, чтобы заняться своими делами, женскими вот эти вот измены, так скажем, половыми страстями. Когда она зашла, тот этот евнух, ну, о чем говорится, евнух вот этот вот, сказал, это она вышла пророку. И пророк сказал, ты выходи. Она говорит, нет, не выходила. Ты выходила. А она же уверена, что я никто не видел. А ты сказал, нет, ты выходила. А как вы узнали? Говорит, хорошо, я выходила. Я признаю, что я выходила, но как вы узнали, что я выходила? И тот сказал ей, потому что ты крупная женщина, в темноте твой силуэт мы видели. И в то время они сказали, типа, ну, там в хадисе написано, что прикрывайте свои тела вот этими материями, типа, чтобы, ну, как эти хиджабы, никабы, вот это все. Вот так они начали покрывать своих жен. Ну, там история, сегодня это не та тема, но если надо будет, это мы тоже тему раскроем. Эту тему мы раскрыли один раз, там такой конфликт, скандал, там люди начали специально переводить стрелки с одной темы на другую, сказали, что мы затрагиваем часть чеченских женщин, что мы обозвали проститутками, женщинами легкого поведения с низкой социальной ответственностью чеченских женщин, которые носят никабы. Мы это не говорили. Мы сказали, что никабы, эти хиджабы, то есть, прошу прощения, никабы, это то, что закрывает лицо, хиджабы – это одежда женщин с низкой социальной ответственностью или со старинной профессией проститутки, там вот эти вот в гареме, которые ходили женщины, наложницы. Да, это их одежда, еще со времен Византии. Да, мы приносили какие-то доводы, говорили об этом, это потихоньку перешло в ислам. Но мы никогда не говорили, что чеченки, которые носят эту одежду, они являются женщинами легкого поведения или проститутками. Хотя по исламу они практически считаются проститутками. По исламу. Потому что если она уже одела хиджаб, чеченка, мы обращаемся к чеченкам. Чеченки, если вы одели хиджаб, знайте, хотите вы того или не хотите, у вас практически жизнь проститутки, женщины-наложницы с низкой социальной ответственностью, потому что если ваш муж, допустим, по исламу умер или развелись вы, его друг имеет право на вас жениться. Это оформленное блядство исламское, арабское исламское. Есть хадисы, есть фатвы. На вас может жениться любой. Вот. На вашего мальчика может посягнуть ваш муж. Он может сделать ему маленькие дела сзади и сказать, это была игра. В исламе это все можно. Вот. Так что давайте, девчонки наши чеченочки. Раз вы одели уже арабскую одежду, стали вот арабками, то знаете, что все законы арабские, исламские, Корана, сунны, аяты, все хадисы, они на вас тоже распространяются. Вы становитесь наложницами, с вами делают все, что хотят. И все это происходило и происходит на наших глазах. Сейчас это происходит в современной Чечне, а вот в недалеком прошлом это все произошло в Сирии. Поэтому все наши женщины там были от одного муджаида Амира. Он умер там в каком-то бою непонятном, в каких-то песках, переходили к другим. И так понарожали разных детей разным муджаидам. Потом арабы начали, потом вот эти курды. И пошло-поехало. И мы смотрим, все наши чеченские женщины стали наложницами. Из рук в руки переходят. И вот сегодня этот процесс идет.
и наши чеченки одевают эти никабы по исламу, можно за мусульманина, там, за арабов уходят замуж, в Тунис, Ливан, не знаю, в Саудовской Аравии, Ливию, Египет, Турцию, потом делают видеоролики, закидывают и говорят, вот я гожусь, я мусульманка, я чеченка, я замужем за араба. Да, это ваше право, пожалуйста, выходите. Но не говорите, что вы там что-то там делаете хорошо для чеченской нации или что-то вы делаете прекрасно для наших чеченцев. Просто вещи мы будем называть своими именами. Если вы одели хиджабушку, то, прошу прощения, вы наложница арабская. Мы не говорим, что вы женщина с низкой социальной ответственностью. Но сами того не подозревая, хотите вы того или не хотите, вы должны принимать законы шариата, ислама, арабские вот эти вот законы, Коран, Сунна. И вы должны соглашаться, что с вами, если будет никях и делать разные, то вы пошли по рукам, на самом деле. Это не то, что шведская семья, это уже арабская распутная семья, получается. Даже не семья, а блядство. Обратно же мы об этом говорим. Как есть, будем вещи называть. Скрывать правду уже не надо, потому что она уже вышла наружу. Это уже не тот момент, когда надо какие-то системы сдержек и противовесов таких моральных. Как есть, надо говорить. Если она одела хиджабку, укуталась в эту арабскую материю, по закону ислама, шариата, говорится, если ты развелась, или ты развелась со своим мужем, то ее брат может тебя взять в жены. Это что, не блядство, что ли? Это что, не кахпал? И бикс беля долдацис? Ту. Щезуда ялин, щетуня, короче, и гумадац, если он на свою, это, как это называется, тещу сигнул, ну, типа с ней сделал телесные услады, зятек, то его брак не распадается. Это есть 7 видов никяха. О чем речь тогда? А кто тогда обвиняет? А кого вы обвиняете в том, что он сказал, что вы женщины с низкой социальной ответственностью? Вы же сами на себя эти законы применяете. А тот, кто вам говорит, как есть, вы его обвиняете, что он вас обвиняет в том, что вы женщины с низкой социальной ответственностью, что вы проститутки, вы бляди, вы женщины легкого пути. Неправда. Мы просто говорим, в какой системе координат и в каком праве вы живете. Праве, понимаете, право. Бывает право римское, право, там, не знаю, законодательное право других стран, англосаксонское право, латинское право, романское право, не знаю, там, арабское право. Вот арабское шариатское право. Пожалуйста, вот. Знайте об этом. Вы должны об этом знать. И те чеченцы, которые говорят мужчиной, я мусульманин, Аллах мне дозволил жениться на любых женщинах. Главное, чтобы она была мусульманкой. Да, в исламе так распространено, да, разрешается. Но не забывайте, что вам потом будет тяжело. И потом вы сами страдаете, потому что вам это... Мы понимаем, вас туда загнали. Вам не то... Вам в то время, когда вы были молодыми, от 16 до 25 лет никто не говорил. Но человек растет, он набирается разума, ума, становится умным, мудрым. Кто становится, конечно же. Потом он смотрит, что с ним произошло. И он понимает, что это ошибка. И потом тяжело. Мы это тоже все понимаем. Поэтому это наша социальная проблема чеченской нации. Нам это 30 лет навязывали. Мы сегодня как бы пожинаем плоды, горечь вот этих вот потерь, того, что жизнь прожита зря, что у меня дети с какими-то людьми непонятными, неизвестными, потому что мой разум был затуманен такой вот этой идеологией ислам, а потом я смотрю, мои дети не говорят на моем языке, я не могу со своей этой супругой поехать к своим родственникам, потому что она тоже не понимает ничего, она тоже жертва, в принципе. Мы же тоже не обвиняем, она жертва, он жертва. Мы все жертвы и заложники вот этой вот исламской идеологии, религии, которую нам навязала Россия. Вот этих арабских вот этих вот стран, вот эта вся Турция, которые сидят там, все это чеченцы в Турции сидят, работают на турецкие спецслужбы, а турецкие спецслужбы используют против России, чтобы подрывали там на Кавказе вот эту так называемую стабильность, чтобы это было выгодно. А потом за их спинами они договариваются с Россией, покупают у них по дешевке газ, хотят, чтобы у них построили атомную электростанцию. Там много чего, дорогие друзья, так что давайте не будем глупыми. Там, религия – это орудие. Религия – это мрак, это ракость. Религия, любая. А религия Аллаха – это вообще маразм. Это вообще катастрофа. Это человеконенавистническая, ксенофобская, нетерпимая к любому инакомыслию, развратная, растлительная, похабная религия, на самом деле. И кто бы что ни говорил, это правда. И поэтому сегодняшний наш формат, мы будем об этом говорить.
Мы зачитаем просто 4 суры и аяты из них. И все, на этом мы сегодня закончим. У нас в гостях все окей, хорошо. Не забываем, мы вещаем из Соединенных Штатов Америки, Вашингтон, округ Колумбия, USA. У нас бодрый 55-й. Всем микрофоны мы включаем. Мы никого не затыкаем здесь. Ни с кем мы спорить не собираемся. Никому ничего доказывать тоже мы не собираемся. Никому рты затыкать мы не будем. Никого переубеждать мы не собираемся. Кто хочет, пускай верит, пожалуйста. Но чеченцам навязывать религию ислам, а также шариат, мы как бы не дадим. Мы будем говорить правду, будем защищать свое. Все. Кто хочет, например, дагестанский народ, обратно же обращаюсь, пускай верят в Аллаха. Калмыки, кумыки, нагайцы хотят верить, пускай верят. Аварцы хотят верить, пускай верят. Казахи хотят верить, пускай верят. Узбеки, таджики, туркмены хотят верить, пускай верят. Русские хотят верить, пускай. Кабардинцы, черкесы, карачаевцы, нагайцы, адыги хотят верить, пожалуйста. Азербайджанцы хотите верить, табасаранцы и все так далее. Верьте, пожалуйста, в Аллаха, принимайте Коран и Сунну, все как есть, шариатские нормы. Но чеченцам это не надо, все. У нас есть, благо нам Аллах дал телеграм, нам послал пророка тоже Дурова, ФСБшного. Вот. У нас есть такая возможность сегодня. Поэтому мы зачитаем. Так, нам один наш знакомый прислал один текст, и он просит просто, пожалуйста, если есть возможность, зачитайте. Очень интересно, мы его зачитаем, потому что очень интересный текст. А мы с людьми работаем, координируем свои действия, коллаборацией занимаемся. Это значит, по-русски, если сказать коллаборация, это значит сотрудничаем. Вот, видите? Так, зачитаем. Если кто-то хочет добавить, там, без спора вот эти, пожалуйста, тоже вмешивайтесь. Это все-таки интерактивный формат у нас. Микрофоны всем включены, как вы видите. Мы никого тут не гнобим, слова никого не лишаем. И зачитаем этот текст. Асгард, вы проснулись там? Асгард, как вы там в Алхале? Нормально у вас все? Проснитесь, пожалуйста, дайте голос. Да, проснулись в Алхале, все хорошо, все прекрасно. Как вы поживаете все? Продолжайте заниматься матотерапией, хорошо? Вы этих ахлюсунчиков, русских православных ахлюшек, очень хорошо лечите, я заметил. У вас очень красиво получается, даже как-то вот у вас сами того не подозревается, с юморком вы их туда посылаете на 3 буквы. Их же языком обрабатывайте. Асгард из Валхалы. Чеченский боевой ворон со скандинавским окрасом, кстати. Зачитаем текст. Когда защитники никабов орут, а вот вы сами в шортах ходите, и женщины в мини-юбках, это чистой воды фарисейство. Если ты взрослый, женатый мужик, и твой красноголовый джигит вскакивает на любую женщину, которая не укутана в занавеску до самых глаз, у тебя серьезные проблемы с психикой, самоконтролем и сексуальным влечением. Если ты в любом мужике, который жарким летом надел шорты, видишь гея, также спешу огорчить. Пидорас именно ты. Если вас смущает женщина без паранджи, бурки и никаба, вы не мусульманин, не христианин, не буддист, вы членопоклонник. Суть любой нормальной религии в том, что вы умеете обуздывать свои страсти, держать пост, быть аскетом в определенных физических и духовных вопросах. Спать только с любимой женой, не употреблять вещества, знать меру в питье или не пить вовсе, творить добро, думать о высоком, думать о Боге, регулярно ходить в храм и молиться. Да, в современном мире много искушений. Доступные женщины, вкусный алкоголь, веселые вечеринки, безбашенные друзья, но в этом и состоит подвиг настоящего христианина и настоящего мусульманина. Чтобы все эти искушения бесов и шайтанов преодолеть и жить так, как написано в Библии или в Коране. Хотя в Коране и в Библии написано совсем другое. Но тут он такой, знаете, такой более-менее текст хочет морально создать. Но в Коране так не написано. Если вам хочется весь окружающий мир укутать в никаб и заставить жить по шариату, чтобы вас ничто не искушало, проблема вас. Вы должны ради себя и Бога совершать каждодневный духовный подвиг, а не заставлять других помогать вам в том, что не можете сделать сами. Нормальный верующий человек прекрасно понимает, где и какой дресс-код уместен. Шорты или легкий сарафан в жаркий летний выходной, строгий костюм на деловой встрече, плавки и бикини на пляже, скромная одежда и покрытая голова у девушки в храме. Буркини на пляже и никак в русском, да и кавказском городе смотрится так же дико, как костюм стриптизерши на воскресной службе. Зацикленность на бездумном копировании внешних обрядов – признак сектанта. Любая вера – это прежде всего напряженная работа над собой,
ваш внутренний диалог с Богом через действия и молитвы. Надо читать Священное Писание, обдумать его, жить по нему, а не за шмот спрашивать. Да, хороший текст, но тут, если так взять, если мы читаем Коран как есть, то там мы видим, что все там призывает к разврату, пошлости, к растлению малолетних девочек, мальчиков, призывает именно к тому, чтобы ты, человек, стал животным. Даже животные такое не делают. То, что там призывают, вот к чему призывают в Коране. Вот. Так что текст хороший сам по себе, конечно же, духовный в какой-то мере, моральный, эстетичный, да, призывает к хорошему, светлому, чистому, но мы сейчас будем зачитывать суры и аяты из Корана, мы поймем, что это не так. А про Библию нам не интересно, если честно сказать, то, что там в Библии находится, там что-то, плевать на эту Библию. Нас сегодня Библия не убивает, нас убивает ислам, суры и аяты из Корана. А хадисы там вообще вот это вот, с хадисом нескончаемым потоком можно там читать, вообще там красота красотой. Вот. Любой хадис забивай, там вообще, как говорится, жесть. Как говорят русские вот эти вот новые слова, зашквар. Просто кринж. Просто, ну просто кайфушки там полные. Просто кайфарики. Так, вот этот текст мы вам сейчас сбросим. Тоже у нас с этим никаких проблем нету. То, что мы зачитали про Гельмен, это все вот эти про евнухов арабских, тоже мы вам скидываем в ленту, пожалуйста, читайте. Мы ни от кого ничего не скрываем. Мы, наоборот, делимся со всеми всем. Читайте вместе с нами, познавайте. Кому интересно, он поймет. Кому не интересно, кто бы что ни говорил, он никогда ничего не поймет. Поэтому, как мы говорили в начале нашей передачи, ни с кем спорить мы не собираемся, переубеждать. Нам это не надо. Хотите, да, познать истину, познавайте. Не хотите, тоже ваше дело, ваше право. Но к чеченцам, пожалуйста, со своими уставами и со своими церквами, со своими религиями, пожалуйста, не лезьте. Мы сами разберемся, что нам нужно, как нам нужно, когда и зачем. Так, смотрим, закинули вам или нет. Так, наши администраторы технически закинули вам прямую ленту канала, пожалуйста, идите, читайте. Текст тоже хороший, красивый, пожалуйста, читайте. Кому-то, может быть, он поможет в познании правды. А мы приступим. Значит, если кто-то там что-то добавит, пожалуйста, добавляйте. Мы интерактивно ведем сегодняшний прямой эфир. Читаем, как сказал вам чуть выше в начале нашей передачи, 4 суры и аяты из Корана. Кто хочет добавить, обсудим и завершим сегодняшний прямой эфир. Это как бы, чтобы вы понимали, о чем речь. Так, у нас в гостях Кабан, Томми Джерри, Томми Джерри, Бродри, 55, Адам Турлов, наш друг, тоже ищет оправдание религии Аллаха. Адам Турлов, ваш микрофон вам включает наш администратор, но он не включается. Может, вы зайдете, выйдете, тогда он включается. Иногда бывает проблем с телеграммом. Лекс к нам присоединился, Сакраментос. У нас Секиха, Секихей, потом вот это. Какие-то знаки у меня из мелов. Так, сейчас. У нас в гостях такой Адам Зеттер есть. Хотелось бы услышать его голос. Адам Зеттер, если есть возможность, скажите, пожалуйста, приветствую вас. Зеттер. Адам Зеттер, у вас такой хороший ник, пожалуйста, если есть возможность. Мы вас умоляем от имени всего Конгресса, всей дипмиссии американской во всем мире, и НАТО, а также Госдепа, пожалуйста, если есть возможность, скажите, я вас приветствую. Зеттер, вы молчите, упорно молчите. Хорошо, давайте поприветствуем нашего Карена, наш армянский друг. Карен, если есть возможность, просто скажите на этом, Барадзес на армянском. А как сказать всем вот именно на армянском? Барадзес всем, вот чтобы это было не на русском, а именно всем на армянском. Բարև ժողովուրդ։ Барадзес Жогоурт. Вот всем вот так вот я тоже подтверждаю. У нас в гостях Адам Турлов, наш аварский гость. Но, Адам Турлов, пожалуйста, если есть возможность, выйдите, зайдите, ваш микрофон будет включен тогда. И грузинские тоже друзья, может быть, ники поменяли. У нас ингушский наш брат, Абади. Абади, Машвол, если есть возможность тоже. Машвол, скажите по-ингушски. Абади, брат, Паша, Хамди Тигич. Салам Аршал, душек, совежири, ежири. О, Машвол. Ну что я могу сказать? Все вы правильно говорите. Надо очищаться нам от этой муки. Наши предки, нахи, у нас была исключительно хорошая вера в человека,
вера в природу, вера в Вселенную, вера в Мать, вера в Отца. Все было прекрасно у нас, пока не пришло вся эта муть. Но они нас как раз поймали, как антитеррор говорил, когда мы ослабли с этими войнами. Они не воевали 10, там 15, 20, они воевали столетиями, противостояли этому арабскому халифату годами, веками. Противостояли и степным племенам, и гунам, и остальным, и остальным. У нас был свой кодекс чести, достоинства, вера в единого Бога, которые не так, как сейчас верили, а действительно верили, действительно боялись Бога. Наши предки в лес ходили, топор прятали от деревьев. Они деревья считали, что оно живое существо. Но когда мы ослабли, лауреат, нас мало осталось, из 100% всего осталось 20% чистых нахов, которые часто этносы, там, как называемые войнахи, чеченцы, ингуши. И вот в это время, как говорил антитеррор, эти две империи, Османская и Российская, им нужен был Кавказ. И нам они внедрили веру эту, с Османской империей ислам, с Российской империей там христианство хотели, или там много чего они хотели внедрить нам. Ну и вот конечный результат, лауреат, по-моему, мы все это знаем хорошо. Нам надо прийти обратно к своей вере, к чистой вере, нашей, которую нам оставили наши предки, которые весь мир восхищался ими. Даже после всего этого, даже когда у них был даже ислам, наши предки приняли тарикат, хотя такого глубокого ислама у нас вообще не было. Мы поддерживали просто тарикат, потом все остальное мы знаем, как нас выслали в Казахстан. И братья казахи хорошо знают наших предков. Они помогли нам, большое им спасибо. Трудный момент. Должное надо тоже сказать. Ну, что я могу сказать? Нам надо возрождаться. Мы всегда рады, всем народам рады. Мы никому свое не навязываем. Мы не говорим, будьте на нас похожи или держите нашу веру. Мы со всеми готовы и дружить, и торговать. У нас всегда уважали гостя. У нас был народ очень гостеприимный. Никогда гостя нельзя было трогать. Все прелести жизни они знали. Что я могу сказать больше? Все, что ты говоришь, лауреат, то, что здесь многие парни говорят, девушки говорят, я согласен с вами, которые чисто хотят обратно создать нашу веру, нахскую веру в единого Бога, нашу культуру, наши обычаи, наши адаты. Мы не арабы, мы не казахи, мы не русские. У нас есть свой этнос, народ, который веками жили на этих Кавказских горах, в этом регионе. Нам Бог дал самое красивое место на этом земном шаре. Ну, они хотят, как говорили они, это мы все знаем, мы хотим Кавказ без кавказцев. Но им это не удается и не удастся. Да, Барцабовой. Вот что я хочу сказать. Это мое Да, мнение. Нисонте, оценонте, скажите. Просто добавьте Нисонте, оценонте. Да.
чистота, человечность. Я считаю так. Хасуном Сахову. Эйла. У вас хорошие птички тапают, кстати, Абади. Вы как будто находитесь в раю Фирдаус-Джанатом, среди райских Да, блюд. я нахожусь сейчас в саду у себя. Первые птички поют, кстати. Прекрасно. Да, птички. Утром вообще прекрасно бывает. Соловьи поют. Да вообще лауреат у нас в нашей земле, это же рай это. Это небесный, это наш рай, земной рай наш. Но у нас хотят его забрать, но мы не отдадим. И кто хочет это сделать, он глубоко ошибается. Вот мое мнение. Тем не менее, Абади, Поркал Дейрискуль очень хорошо. Абади сказал, наш стражила, наш ингушский брат, старший брат, инша Аллах Рахман, мы всех любим, уважаем. Кто бы он ни был, мы его принимаем. Кто уходит, мы его провожаем. Приходит, кто говорит, Маш, Ова, свободно приходи. Кто уходит, говорим, уходи свободным. У нас в гостях у нас Хорнет, он сейчас находится в Афганистане, в Кабуле, принимает всех русских православных окружек, находится в аэропорту, на взлетно-посадочной полосе, сразу выдвигает эти лестницы, к самолетам подвигает, сразу всех принимает и отправляет сразу в афганский шариат. Хорнет, если есть возможность, можете что-то сказать? Маршал дома Сергей. Да, солнце как раз шор. هدوء شادرجي ديكنك دوق ما س حيسيخسي خلافي حلالة وشعهم ديش خزاغي تردر بعدك ديش بوت دعيش وشو خز نورمально بعد عبوج بو شين دقيت شو خز دونا его сон фидбэк чум дие. Так что иштумдук лауреат дерезал эфирлатерна. Ты мост Дуашталарда. еще существует же, Хорнет, как там, знаменитый мост всех русских православных окружек туда под мост их отправлять сразу. ده تيجي شوارت متكو قي ألسم يا قي حديش تيش دو قال واحد شو так что он шладу что нормально. Шалом, Баркал Дейрискуль, Хорнет, рады, что вы с нами. К нам присоединился наш философ, психотерапевт, психолог, литератор и вообще творческая личность. Так, где этот наш друг? Мы его сейчас вот искали, как раз присоединилась. Но, кажется, она уже вышла. Хорошо, но она зашла, вышла. Но мы ее не упустим, мы ее будем вытаскивать. Так, куда она пропала? Ну ладно, не будем ее назвать. И как она зайдет, мы ее сразу возьмем, как говорится, на крючок. Ламан Морза хотела что-то сказать. Если хотели добавить что-то, пожалуйста, говорите. И мы зачитывать будем уже информацию из Корана, из Суры. Давайте зачитаем, потому что мне тоже не совсем удобно говорить. Всех приветствую, будьте свободными. Бисмилля, 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 как говорится. Так, давайте будем зачитывать. Но перед тем, как читать, у нас все-таки хотелось вот этого вот нашего друга, творческую личность. Но творческая личность убежала. Но мы ее споймаем, Она не уйдет, далеко не уйдет, как говорится. Мы будем выискивать творческих личностей. У нас в гостях Фридом Нохчу с таким ярким бровским ником. Фридом Нохчу, значит, он владеет свободно, видать, английским языком, потому что он Фридом и Нохчу, значит, свободный чеченец. Свободный чеченец, что вы хотите донести этим своим ником? Что вообще, зачем вам это надо? Вот зачем? Пожалуйста, объясните свою позицию. Фридом Нохчу, вы слышите нас? Знаете, что из-за вас закрыли канал Сармак? Маршал дома Сергей Арам, спасибо, швари лауреат. Да, из-за вас закрыли канал Сармака. Вы виноваты, вы виновник. Что я сделал? Очень часто там выступали, вы чеченские ценности там пропагандировали. Аузу билля. Да не понравилось Мухтияту. Билля, как говорится. Аузу билля Карим. Булат, вам слово. Просто, если есть возможность, скажите, и мы сурой аяты из Корана зачитаем, уже как бы проделаем параллели, аналогии, чтобы люди понимали, о чем речь. Дадим информацию с Корана. Священного Корана.
Marşamuk şidik dehil. Ecri. Bismillah le dadol diyah diyşah ve ura ayaç ama diyiş duy. Ve okça hayam şklata diyahç duk bolçan hayat bağı anda vel boğna deres gıla ura. Hazı Тоже askı çok çüvenük. Lar mekhlil maso es gıla. daha diyor da. Ve haz daha diyor şu duven peyda dolç gibi. Haz ayın iyisi piyetem abalı piyetem da oldu. Zum tehti şamadar doğuzu. Zum hazal, zum silal, zum dozal, zum çanal. Zum nohçı adet doğuştu. Hamış sani. Şamadar doğuzu tanı. Duy. Haz zum tehavetten. Haz içadeş doğurdu. Allah duş. Kur'an, sünnet, sani, şeriat, sani. Так, давайте засчитаем тогда. Мы начнем засчитывать с первого. Легкие такие. Хорошо. Так, давайте начнем с этого. 56-я сура, аят 22. 56-я сура, аят 22. Все великие хафизы ислама, они всегда все читают, но почему-то никогда не читают такие суры и аяты. Они всегда читают какие-то непонятные суры и аяты, но вот эти суры и аяты они не читают. А когда им задаешь вопрос, они на это вообще не реагируют и хотят сделать из себя дурачка и не отвечают на прямой поставленный вопрос. А мы, простые люди, мы не претендуем на великих исламских учителей, мыслителей, философов, там, факихов, фиков, там, не знаю, улемов, шейхов, но мы будем зачитывать. Сура 56, аят 22, Аль-Вакия, событие, 22 аят из 96. Многие чеченцы плохо владеют русским языком, поэтому для чеченцев мы говорим на чеченском языке. А как говорил наш великий президент, первый и последний, а также действующий президент независимого суверенного государства, ныне действующего в республике Шалажи, Закриев Руслан, все языки произошли от пророка Ноха. А Ноха это чеченец, и он сказал, а у нас оснований ему не верить нету, под сомнение ставить мы то, что он говорил, мы не будем, потому что это президент все-таки. Он сказал, что все языки мира это чеченские языки. Поэтому мы зачитываем всегда то, что мы читаем на арабском, на русском, на афганском, на пуштунском, на португальском, испанском, немецком, французском. Это все чеченские языки. Поэтому всегда мы говорим, читаем на чеченском. Сура 56, сура шоустра ялой тоны душун, трайшол аят душун, пиостра ялой аят юпрер. На арабском языке по транслиту. Ладно, будем по-русски читать, по-чеченски то есть. Их женами будут черноокие, большеглазые девы. Хорошо, это очень интересно. Это все, весь аят из этой суры. Абу Адель, тоже толкователь сур и аятов из Корана, сделал свой тафсир. И супругами для них там будут черноокие, большеглазые девы гули. Мы хорошо принимаем это и говорим, понятно. Дальше он как бы не углубляется, не распространяется. Читаем дальше толкование Саади. Толкование Саади, он вообще короток, обычно он очень обширно всегда развернуто цитирует, а также объясняет, комментирует аяты суры из Корана, но тут он был очень краток. Их женами будут черноокие, большеглазые девы. Все. Практически он повторил аят из Корана. Аят из Корана гласит, их женами будут черноокие, большеглазые девы, а Асади протолковал. Понимаете, толкователь Корана, тафсирщик, который комментирует и дает понимание развернуто аятами сурам, знаменитый, он просто букву в букву. Их женами будут черноокие, запятая, большеглазые девы. Все, больше он не распространился. Но Ибн Касир тоже есть такой величайший толкователь ислама, суры и аятов из Корана, он чуть-чуть более-менее развернуто раскрыл этот аят, и он тут написал. Это толкование объединяет в себе 22 и 23 аяты данной суры. И мы зачитаем суры 23 сразу после этого. Сура 56. Слова Аллаха. Их женами будут гурии, подобные сокрытым жемчугам. Он говорит, это значит, что гурии будут подобны белым, чистым и влажным. Смотрите, это очень важно.
Это значит, что вы, конечно же, среди нас присутствуют женщины, но они должны понимать, о чем речь, потому что те женщины, которые так называемом исламе себя говорят, мы мусульманки, они должны понимать, о чем речь и куда их загоняет ислам, и какой им рай уготован, если он даже есть. И какой рай уготован для мужчин-мусульман. Они должны понимать, просто мы вынуждены это говорить, как есть. Поэтому просим прощения, но это не наша религия, не мы это трактуем, толкуем, это великие исламские ученые, они трактуют, объясняют, и мы будем зачитывать все-таки и давать понимать, о чем речь. Их женами будут гури, а женами то, кого они будут? Мужчин, конечно же. Будут гури, подобные сокрытым жемчужинам. Это значит сокрытые, значит девственные, сокрытые. Да, ну, никто к них не прикасался, они сокрытые, закрытые, жемчужинка, как в раковинке. А раковинка, она ассоциируется с чем? С половым органом женщины между ее ног. Это врата рая. Для любого мужчины, потому что арабский мир, он на этом и построен, попасть между ног у женщины. Жемчужинка, сокрытая жемчужинка. А жемчужинка находится в раковине. И как мы уже говорили и будем говорить, и тут даже в сурах и аятах Корана об этом говорится, что арабский мир в то время самое ценное у них было это жемчужины, потому что они добывали их из морей, которые находились вокруг Аравийского полуострова, а также Персидского залива. Это значит, что гури будут подобны белым, чистым и влажным. Что может быть влажным у женщины между ног? Конечно же, ее половой орган. Жемчужинка. Влажный. Понимаете? Влажный. Кюнь. По-чеченски кюнь. Влажный. Или, как уже было сказано, подобный оберегаемому яйцу. Хосан. Вот. Это сура 37, аят 49. Если надо будет, мы тоже это зачитаем. Также это описание пришло в суре Ар-Рахман. Хорошо, это тоже мы, если надо, будем зачитать. Так, мы как бы, слова тут по-русски, конечно, написаны красивые, их женам будут гури подобны сокрытым жемчужинам. Это значит, что гури будут подобны белым, чистым и влажным жемчужинам. Хорошо, вы поймете, почему мы это зачитываем как есть, и даем понять людям, о чем речь. Даже если кому-то это покажется чересчур развратным, похабным, типа мы не уважаем чувства вот женщин или мужчин, которые такие скромные, как сказать, что мы как бы вульгарно это все объясняем. Но тут вульгарности никакой нету, потому что это ислам. Об этом говорится. И вы поймете, почему мы говорим как есть. Некоторые говорят, ну не обязательно же это в публичном пространстве говорить. А можно же в частных каналах, в частной форме. Да, это можно в частной форме, частный канал. Но от этого же суть не меняется. Понимаете, ислам от этого же не меняется. Если я, например, скажу 10 человек, возьму 10-15 человек, им это объясню, но 100-150 это же не понимают, а нужно, чтобы все понимали, о чем речь. И для чего это говорится? Чтобы мы сейчас в конце этого зачитания суры аятов, вы поймете, о чем речь и почему мы говорим, как есть. И вы поймете, вы скажете, да, они правы. В этом не то, что есть логика, она и есть истина. И поэтому читаем суру 22. Сура 56, аят 23. Хотя ничего там такого катастрофического как бы нету. Ну и что у женщины влажный половой орган между ног? Да. Ну и что она девственная, как сокрытая жемчужина? Ничего такого нету, скажет кто-нибудь. Но это же желание всех мужчин, которые хотят попасть в рай, и им этот рай так называемый уготован, и это будет им вознаграждением за их рвение в исламе, как говорится. Как они говорят, рвение в исламе в том, чтобы поклоняться Аллаху. Да, в этом тоже есть логика. Но нет логики в базовой, именно в базовом принципе изучения религии. И вы это поймете в конце. И когда я вам об этом скажу, вы скажете, да, тут, конечно же, великий саляфовский, он прав. Сура 56, аят 23. Аль-Вакия, событие, 23 аят из 96. Сура 56, нохтумат идахча, шоу стрейялы тол сура, ту и стрейхол аяту, дю стрейял аячука. На чеченском языке сразу зачитываем. Подобные сокрытым жемчужинам. Хорошо, подобные сокрытым жемчужинам, это весь аят. Больше там ничего нету, абсолютно. Весь аят, подобные сокрытым жемчужинам. Хорошо, мы идем, читаем Абу Аделя, великий толкователь, тавсирщик Корана. Он чуть-чуть объясняет, которые по красоте и чистоте своей подобны жемчугу, хранимому в морской раковине. Видите, идет сразу прямая отсылка. Отсылка куда? К морскому добыванию жемчужин в раковине. Они сами об этом говорят, арабы. Это не мы говорим. Понимаете, люди говорят, приходят, вот вы соляв, там не соляв, другой, третий. Вы делаете отсылки на то, что там добывали, для них это жемчужина, это самый важный элемент.
как бы, считается самым богатым веществом в арабском мире. Не мы это говорим, сами арабы это говорят. Не мы это говорим, понимаете? Не я, чеченец, этнически об этом говорю. Не я об этом заявляю. Не я это доношу. Тут они сами говорят, их тафсирщики, которые по красоте, чистоте своей подобны жемчугу, хранимому в морской раковине. Он сказал, я не сказал, я просто зачитал. Хорошо, он краток, в принципе, в своем толковании этого аята. Читаем толкование Ас-Саади. Подобные сокрытым жемчужинам. Именно красивые глаза являются признаком красоты и привлекательности женщины. И поэтому райские гури будут обладать большими красивыми черными глазами. Гурии подобны влажным, смотрите, обратно, влажным, чистым и прекрасным жемчужинам. О чем речь? Гурии подобны влажным, чистым и прекрасным жемчужинам. Влажным половой орган женщины, влагалище, лона, врата рая, как они пишут, эти великие исламские писатели, романтики, романисты, прозаики, чистым и прекрасным жемчужным. Тут сразу мы чуть-чуть вверх идем, в морской раковине Абу Адель, а тут Саади, прекрасным жемчужным. Ну, мы понимаем, да, к чему это говорится, какая аналогия, какая параллель. Добываемые из морских глубин прибрежных арабского вот этого востока, Аравийского полуострова, а также Персидского залива, жемчужина. Это самый богатый, желаемый объект в арабском мире, а они, как мы знаем, были торговцами в то время. Этот пророк Мухаммад Бедуин, он кем был торговцем? Он торговал. И для него жемчужинами обладать это самое наилучшее, наивысшее богатство для него. Иметь жемчужины морские. И читаем дальше. И прекрасным жемчужинам, сокрытым в раковине от чужих глаз. Раковина это раковина, вот между ног раковина от чужих глаз, от ветров и солнечных лучей. Потому что женская промежность, она же не всем видна, на самом деле. Она видна только тому, кто имеет к этому доступ. От ветров и солнечных лучей. Такой жемчуг сохраняет свой замечательный цвет и совершенно не имеет недостатков. То же самое можно сказать и о райских гуриях, обладающих самыми совершенными качественными чертами. Да, Саади тут развернуты. Так, смотрим даже, замечаем, да? В аяте 22 Саади вообще не комментирует, их женами, будучи мелкие большеглазые девы, он повторяет аят буква в букву со всеми знаками препинания, тогда как тут же в аяте 23 Саади очень красноречив, и его толкование этого аята самое большое по сравнению с другими, тогда как Аб-Адель добавляет несколько слов в морской раковине, конечно, очень важный момент, он очень хорошо это подчеркнул. А Ибн Касир, который обычно славится всеми развернутыми комментариями и объяснениями всех аятов, в этот раз, в этом аяте, он очень краток. Практически он его не комментирует. Смотрите, что он делает. Он делает отсылку. Ибн Касир, часть толкования данного аята, толкование предыдущего, 22 аята данной суры, суры 56. Он сразу делает отсылку на свое толкование, которое сделал в 22 аяте, тем самым давая понять, что 22 и 23 аят это практически одно и то же, сказано разными словами, в разной форме, но с одним смысловым оборотом и оттенком в Коране. Понимаете? Вот. Ибн Касир здесь он не то что практически, вообще ничего не комментирует, он сразу делает отсылку на 22 аят. 23 аяте, именно толкование. Это как бы вы скажете, ну да, жемчужины, влажные, чистые, ну это же нормально. Да, мы тоже говорим, в принципе, ничего такого страшного нет. Дальше читаем, хорошо? Ну мы понимаем, да? Мы тут объясняем, о чем речь, потому что многие, даже читая это, не поймут, о чем речь. Они будут читать, и они будут моргать глазами и говорить, да, морские раковины, там, жемчужины, но они не понимают, какая аналогия, к чему это говорится, с каким смыслом, с каким контекстом, на что они опираются, к чему они как бы ориентируют того человека, который хочет попасть в рай, как бы, что они им объясняют? Женская промежность и женские врата рая, лона. В принципе, вот о чем они говорят. Так, хорошо, ладно, это мы зачитали. Читаем дальше. Сура, подождите. Так, сура 56, да, тут. Сура 78, аят 33. Хорошо? Ну, как бы в том же контексте сегодня работаем, чтобы люди понимали, о чем речь и о всей чистоте, о красоте ислама и слова Аллаха в Коране.
Сура 78, аят 33, по-чеченски сразу говорим, сура Куст Айберит Толду, Кайквайтол аят Ду, Толст аят Юкер. Аль-Наба весь 33 аят из 40. И полногрудые сверстницы. Все, весь аят. Позже там ничего не сказано. Весь аят он Вакавайба Атраба и полногрудые сверстницы. Все, там больше ничего нет. Вот эти 3 слова. И, междометие, полногрудые, одно слово, сверстницы. Запятая. Хорошо. Смотрим толкование. О чем тут речь? Такой сидит, читает, такой мусульманин. Даже тот, кто владеет совершенством арабским языком, он просто прочитал и полногрудые сверстницы. Говорит, хорошо, мне там обещано говорю, полногрудые сверстницы. О, как хорошо, как прекрасно. Объясняет Абу Адель, толкователь аятов из Корана, он говорит, и полногрудые сверстницы, он добавляет райские девы. Хорошо, райские девы. Ну хорошо, ладно, райские девы. Вроде бы неплохо, да? Но читаем тогда толкование о Сааде. Тут он, как мы знаем, в Сааде будет иногда очень красноречив, но тут он очень коротко, он просто повторяет этот же аят в своем толковании. Он также написал и полногрудые сверстницы. Больше объяснений нет. И полногрудые сверстницы. Все красиво. Прекрасно. Смотрим Ибн Касира. Ибн Касир, он чуть-чуть более развернут. И полногрудые сверстницы, черноокие, полногрудые райские гури, сказал Ибн Аббас, Муджахид и другие. Полногрудые каваиб, значит, что их груди будут круглыми. То есть их груди будут полностью округлыми и не будут отвисать, потому что они будут девственницами. Да, как мы знаем, это физиологическое свойство женщины. Если она родила, у нее есть дети, которые питаются молоком матери из грудей, сосут грудь, как говорится, то, конечно же, груди отвисают. Это нормальное явление. Это в мире так со всеми происходит. И в животном мире, и в человеческом мире. А тут они именно подчеркивают, что значит, они всегда будут девственницами, и у них будут груди девственными. Арабы, видите, о чем они думают? Сверстницами, равными по возрасту, то есть возраст одинаков, как предшествовало их описание в суре Аль-Вакия событий. То есть их возраст одинаков, как предшествовало их описание в суре Аль-Вакия событий. Видите, как они тут описывают? Именно они знают, что они описывают. Они обещают вот эти райские гури в раю мусульманам. Кстати, чтобы не было кривотолков, и люди нас не обвиняли в том, что мы читаем от себя и изменяем суры и аяты из Корана, сразу наши технические модераторы, пожалуйста, кому интересно, заходите напрямую в ленту канала и в печатном формате можете это сразу все засчитывать. Мы вот наши технические модераторы сразу вам скидывают. Пожалуйста, заходите, читайте. И читайте, и постарайтесь понимать, о чем речь. А мы, как бы, правду скрывать из суры, аяты из Корана не собираемся искажать. У нас такой цели нету. Наоборот, мы хотим донести всю красоту, чистоту ислама. Смотрите. Вот, пожалуйста, заходите, читайте. Так, мы с сурой 78, аятом 33 разобрались, да? Смотрите, мы уже зачитали. Смотрите, что самое главное. Нужно понимать вообще, как надо. Надо понимать вообще, как нужно читать Коран и суры, и аяты из Корана. Не просто сидеть там зачитывать, а толкование, и в толкованиях великие исламские умы, вот эти вот Ибн Касир, Ас-Саади, а также Абу Адель, они в своих толкованиях иногда делают ссылки. И когда вот, например, тут он говорит о Ибн Касир, сейчас это не будет делать, он сразу ссылку делает. Причем их описание в суре Аль-Вакия события. Значит, должны пойти почитать Аль-Вакия, чтобы более-менее развернуто понять, о чем речь в этом аяте. Потому что иногда аят дополняется в другом аяте. Поэтому мы, конечно же, берем это тоже во внимание. Так вот, в данном случае, сейчас толкование данного аята, толкование предыдущего 22 аята, сура 56, аят 23, Ибн Касир также ссылается на это. Поэтому, когда читаем какие-то аяты Корана, суры из Корана, тоже нужно читать именно толкование, потому что они тут же, смотрите, вот, Суры 56, аят 22, толкование Ибн Касир, он тоже ссылку делает, подобный оберегаемому яйцу, сура 37, аят 49. Чтобы полностью понять этот аят, конечно же, безусловно, вне всякого сомнения, я должен, как истинный мусульманин, чтобы правильно понять весь смысл этого аята, чтобы была какая-то логическая связь, именно чтобы понять, о чем речь здесь, я должен, конечно же, пойти и посмотреть, что написано в суре 37, а это 49. Но мы здесь сейчас это делать не будем, потому что это не является сюжетом нашего сегодняшнего прямого эфира.
Но чтобы люди понимали, как надо читать, мы говорим, сура 37, аят 49, на него отсылка идет в толковать Ибн Касире, в его тафсире, аяту, то есть, прошу прощения, суре 56, аята 22, и значит, я обязательно должен пойти в суру, почитать суру 37, аят 49, также это описание, тут же он еще делает ссылку на другую, в суре Ар-Рахман. Поэтому, как бы, нужно понимать, если сделана отсылка, я должен пойти, почитать, все, как бы, взять, сделать анализ, все, как это говорится, все сравнить и понять вообще логически, о чем идет речь. Вот в таком плане, в таком ракурсе надо читать. А не просто сидеть, как они говорят, хафизы посадят людей, там что-то читают, там головой машут, непонятно что, как бы все, какую хотят, там суру аят читают, но не приводят ни смысловое значение, ни смысловое понятие, не объясняют никакую отсылку, ссылку именно, почему этот аят, почему эта сура, к чему это сказано, что когда в другом аяте, они не делают. Хорошо? Хорошо, читаем дальше. Сура 76, аят 19. Почему мы сегодня сделали прямой эфир? Потому что многие нас обвиняют, благоверных саляфов, многогранных, великих, всемогущих, всеверующих, в том, что саляфы искажают религию ислам именно на этом канале, говоря, вот приводят какие-то суры аяты и приводя именно, как это говорится, картинки, которые соответствуют этим аятам. А мы не занимаемся искажением, мы говорим как есть, мы говорим, мы преподносим и раскрываем всю чистоту, красоту ислама во всей ее красе. Во всей ее красе именно этих аятов и сур из Корана. Смотрите, читаем. Смотрите, вот мы прочитали 3 суры и аят уже, да? Значит, давайте, мы это все скинули, мы сейчас вот заходим в ленту и смотрим. Мы прочитали суру 56, аят 22, аят 23, это уже 2 аята из одной суры. Потом мы прочитали 78-ю суру, аят 33. Что же мы прочитали? Прочитали? Прочитали. А сейчас мы прочитаем другую суру и аят. Смотрите. Сура 76, аят 19. Знаменитая сура и знаменитый аят. И сейчас вы поймете, почему читаем. А в конце мы объясним вообще, о чем речь. Тут написано, по-чеченски говорим, сура хуст аят, тут рассел аят, хуст цайт аят. Их будут обходить вечно юные отроки. Взглянув на них, ты примешь их за рассыпанный жемчуг. Отсылка к тому, что было объяснено в предыдущих сурах и аятах, что такое жемчуг. Откуда он добывался и почему. Потому что мы, когда мы читаем эту суру и аят, говорят, это вы неправильно интерпретируете, не так сад. Смотри, читаем дальше. Хорошо, это весь аят, снова его еще зачитываем. Их будут обходить вечно юные отроки. Взглянув на них, ты примешь их за рассыпанный жемчуг. Все. Весь аят. Дальше Абу Адель пишет. Мы даже на хадисы не идем, не отсылку не делаем. Мы просто делаем логическую связь и понимание, и раскрывание сур и аятов. На хадисы хотя тут на хадисы надо ссылаться тоже. Мы на хадисы не ссылаемся. Мы работаем только по Корану и Сунне. Толкование Абу Адель. И будут обходить их, прислуживая им вечно юные отроки. Отроки мы уже несколько раз раскрывали, что такое. Это значит маленькие мальчики от 7 до 14 лет. Но есть исламский термин балик, это физиологическое внимание именно совершеннолетия в арабском мире. Если у него есть полюции, если у него усы, тогда мы уже тоже об этом говорили, но мы просто повторяем быстро, чтобы люди понимали, что если ты увидишь их, то из-за их красоты ты подумаешь, что они подобны рассыпанному жемчугу. Прямая отсылка, аналогия жемчугу, морскому жемчугу, который объясняется в тех аятах, которые мы только что зачитали. Зачитаем весь тафсир, как есть, их, и будут обходить их, прислуживая им вечно юные отроки, и они такие, что если ты увидишь их, то из-за их красоты ты подумаешь, что они подобны рассыпанному женщине. Хорошо. Это толкование от Абу Аделя. Толкование от Ас-Саади. Оно более развернуто, мы читаем дальше. Их будут обходить вечно юные отроки, взглянув на них, ты примешь их за рассыпанный жемчуг. Вечно юные отроки, сотворенные из рая, будут обходить праведников с яствами и напитками. Эти отроки не изменяются в облике и не стареют. Они настолько прекрасны, что праведники будут сравнивать их с рассыпанным жемчугом. Воистину, они будут испытывать совершенное наслаждение. Даже отроки, которые прислуживают им, прекрасны настолько, что один взгляд на них доставляет удовольствие. Они входят в их жилище, не причиняя неудобств их обитателям, и приносят все, что они просят и чего желают их души.
Великолепное толкование. Великолепное. Посмотрите. Что праведники будут сравнивать их с рассыпанным жемчугом, воистину они будут испытывать совершенное наслаждение. Вот я, мужчина муджахид, например, бородатый, на джихаде, фисабилля аль-джихад. Задний проход расширил, сделал себе хороший проход, туда взял взрывчатые вещества, пошел на истишхад, взорвался, попадая в рай. Фирдаус аль-джаннатам. Мощный боец, муджахид, арабский рай. Я туда попадаю, у меня гури 72, и тут мальчики, 1000 мальчиков, которые ясно, четко сравнивают с жемчугом, с влажной промежностью с женщинами, потому что понимаем, да, о чем речь? Влажная промежность женщины, белые, там, закрытые раковины. Тут мы понимаем, о чем речь. Эти мальчики, зачем мне 1000 маленьких рабов, тут они же, прислуживают, слуги, отроки, девственные мальчики. И у меня совершенное наслаждение. Ну нахрена мне, такому мощному воину, они нужны там наслаждаться совершенно, да? Понимаете, о чем речь? Конечно же, понимаю. Конечно же, понимаю. Хорошо, ладно, это мы оставляем. Идем к Ибн Касиру, толкователю. Ну, или это из Корана. Слово Аллаха. Их будут обходить вечно юные отроки. Сразу он говорит, их будут обходить вечно юные отроки. Взглянув на них, ты примешь их за рассыпанный жемчуг. Обратно же отсылка параллель. Сравнение с рассыпанным жемчугом. Обитателям рая будут прислуживать райские юноши. Хорошо, райские юноши, да черт возьми, которые никогда не состарятся и останутся вечно молодыми. Зачем мне? Ну, тут, значит, ну, ладно, не будем возмущаться, считаем дальше. Взглянув на них, на их свежие лица, красивый цвет кожи, одежды и украшения, ты примешь их за рассыпанный жемчуг. То есть, когда ты увидишь их прислуживающими и выполняющими необходимые дела, то из-за их многочисленности, у-ля-ля, многочисленности, прекрасных лиц, благородного вида, одежды и украшений, ты примешь их за рассыпанный жемчуг. Это самое лучшее сравнение, потому как нет ничего приятнее для глаз. Понимаете, я муджахид, задний проход расширил, взорвался, сделал иштишхад, попал в Фирдаус Джаннатан Ясмани, у меня 72 гури там, и со мной все мои жены, которых я имел на этой земле, а также мои наложницы, потому что так это в исламе написано. У меня еще, как мы знаем, есть дополнительный пятничный базарчик со всеми этими образами, которые примеряю. И тут у меня еще вот эти вот 1000 мальчиков, рабов, с которыми я очень хочу. Это самое лучшее сравнение, потому как нет ничего приятнее для глаз, чем любоваться рассыпанным жемчугом в красивом месте. А Папа сказал, у каждого обитателя рая будет 1000 слуг, и каждый из них будет заниматься своим делом. Чтобы понимать, о чем речь, надо, конечно же, идти читать хадисы, потому что они же в хадисах раскрывают тоже. Но мы не будем смотреть хадисы. Хадисы мы оставим на потом. Мы как бы сразу выкладываем, наши технические модераторы выкладывают в печатный формат. Пожалуйста, идите читайте. Если вы нормально, у вас есть логическое мышление, то читайте суры и аяты, у вас выстроится логическая связь между этими всеми аятами, даже не идя читать другие суры и аяты, на которые там ссылаются, и на те хадисы, вы поймете, о чем речь. Сравнивание женщины, их промежности, полового органа женщины, вагины, как есть, влажной, потом жемчужины, которые добываются с морей, и тут же мальчики, 1000, которые все, на них смотришь, у тебя такое сразу, как они говорят, наслаждение, сравнивать их с жемчугом, которые приходят рабы, прислуга, и делают все, что ты хочешь. А мы же знаем, что в исламском мире, как все это проходило в арабском мире, что, как и зачем. Как они с друг другом там занимаются шашнями, мы это тоже знаем. И в заключение хотелось бы тоже здесь скинуть определение гури, что это такое, вообще, чтобы люди понимали. А потом мы как бы заключительно скажем, почему мы зачитывали эти суры и аяты из Корана. И вы поймете, и в какой-то мере у вас тоже в душе какое-то зародится возмущение, потому что вы скажете, ах, вот оно в чем дело. А мы хотим, конечно же, чтобы вы себе задавали правильные, хорошие, чистые, логические именно, правильные вопросы и понимали, о чем тут речь в конце-то концов. Что хотят до нас донести наши чеченцы, которые хотят, чтобы наша чеченская нация очистилась от этого всего мракобесия, от этой всей русской православной ахлюсунны. Так, мы описание гури тоже сюда скидываем. Наши технические модераторы над этим сейчас работают. Гури, хорошо. Вот, гури, арабская гурия, хурия, ага, все. Вот, мы сейчас, наши технические модераторы это все скинут. Мы им даем время. А потом мы, завершая наше зачитывание сур и аятов из Корана, завершим наши все объяснения
чтобы люди полностью поняли, о чем речь. Так, хорошо. Вот. Так, дорогие друзья, кому интересно, заходите в прямую, в ленту прямого, печатную версию этого канала, и там уже все написано, что такое гурия. А гурия мы зачитываем. Гурия, арабская гурия, райские девы, которые будут супругами праведников. В раю утверждается, что гурия обладает поразительной красотой, покоится на драгоценных коврах и роскошных вечно зеленеющих садах. В их объятиях правоверно ожидает бесконечное божество. Так, дорогие друзья, мы все это зачитали, суры, аяты из Корана, а теперь мы возвращаемся к сути сегодняшнего эфира. Хорошо, дорогие друзья. Вот мы зачитали суры, аяты из Корана. Вот некоторые вас скажут, а где мораль во всем этом? Почему этот человек сидит, салявский, читает и говорит про влажные жемчужины, женские промежности, вагину, о каких-то гуриях, о том, каких-то мальчиках, тысячи мальчиков, которые там будут приходить, и им будут в задние проходы вставлять свои половые органы, муджаиды или не муджаиды, а это предназначено для муджаидов, которые свою жизнь посвятили слову Аллаха, засунули себе в задний проход, расширились со своим братом муджаидом свой задний проход, занимаясь любовью, но не достигая оргазма, пошли на истишхад, взорвались, попали в Фирдаус Джаннатан Ялсмани, и тут у них еще есть 1000 вот этих мальчиков, рабов жемчужных, девственных, 72 гури, все жены, наложницы, которые они в земной своей жизни имели. Потом у нас еще базарчик, глава 15, 2459-2550, Сунан ат-Тирмизи, и другие там объяснения, в этом мы все просто попали, сейчас говорим. Все эти образы, которые мы друг на друга натягиваем, там, они друг другу делают телесные услады, занимаются любовью, мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, трансгендеры, лесбиянка, все такое дело. Они скажут, ничего страшного, это же ислам, они скажут. Это же не надо выносить на общий суд, потому что же есть эти суры и аяты же не обязательно всегда читать в публичном месте. Потому что буквально вчера, позавчера я сделал такой социальный эксперимент, такой исламский, заходил на все эти мусульманские сайты, исламские, вот так называемых мусульман, которые борются за чистоту ислама в чеченском обществе и хотят нам, чеченцам, навязать шариат. Я им просто задал вопрос, я же не спорю, ничего говорю. Пожалуйста, дорогой мусульманин, мувахид, или вот эти студенты, мувахиды или исламские вот эти вот проповедники, я им говорю, просто объясни вот эту суру 76, аят 19, или там 52 сура, или 56 сура, 22 аят, 23 аят, или вот я им задаю просто вопрос, я даже не спорю, я даже не стараюсь ничего доказать. Я просто захожу на их прямые эфиры и говорю, пожалуйста, можете объяснить, что такое, что сказано в суре 56, аят 22, аят 23. Он там объясняет это по-своему, я ему говорю, сура 78, аят 33, объясните, пожалуйста. Он объясняет, я не спорю, ничего не отвергаю, я говорю, сура 76, аят 19, прочитайте, они объясняют, я и тоже не спорю, ничего. Вроде бы закрытый прямой эфир среди мужчин, хорошо. Но это же не это самое главное. Дорогие друзья, смотрите, задумайтесь, это вообще подход именно цивилизационный, моральный подход именно, социальный подход, национальный подход. Как они нас убивают. Берем мы наших мусульман-чеченцев, да, так называемых. У нас в Чечне или за пределами сейчас выкупают мечети, строят медресе, строят хожерш, как по-честно говорят. Всякие вот эти школы по преподаванию ислама, азов ислама, Корана, суры. Хотят все стать хафизами. И что самое главное, в Чечне и за пределами Чечни, вот именно в западных странах, особенно тенденция в этих турецких странах, арабских странах, Иордании и других, детей отдают чеченских вот этих мальчиков и девочек. Поймите, вот сейчас вы поймете, о чем речь. Очень сильно заостряю ваше внимание. Девочек и мальчиков наших чеченцев, детей наших, с 5 лет даже отдают некоторые в эти медресе по изучению ислама. Понимаете? Нормально 6, некоторые даже с 5 лет. И вот с 5 лет этому мусульманскому, чеченскому, чеченскому, конечно, ребенку, но они хотят, чтобы он был мусульманин. Русская православная Ахлусуна. И он ходит вот этот хижр. С малых лет, с 5 лет, и девочка, и мальчик изучает ислам и Коран. Потом 9-10 лет они как бы дают первые экзамены по хафизу, что они хотят же стать хафизами, а хафиз это тот, кто знает Коран по памяти.
И потом он к 16 годам вообще начинает это заучивать, потом к 20 годам вообще там чемпион по зачитыванию этих аятов и сур из Корана, там же видели по телевизору, там они экзамены сдают. Вот хафиз такой-то, так, сура такая-то, аят такой-то, и он по памяти на арабском. Потом, так, сура такая-то, аят такой-то, девочка такая, в этом хиджабе. Сура такая-то, аят такой-то, девчонка такая, маленькая, 17-16-летняя девчонка, чеченка, прочитала. Хорошо, прекрасно. А мы говорим, Сафа Салявский. А вы им объясняете эти суры и аяты, которые мы сегодня зачитали, в 5-6 лет, в 10-9 лет, в 16-17 лет, о чем речь? Как это нужно понимать? Вы делаете отсылки на хадисы? Нет, конечно же нет. Потому что они с малых лет, эти дети, идут изучать этот ислам, у них нет никакого логического мышления, никакого критического анализа, потому что их мозги с малых лет забиваются вот этими Коранами, сурами и аятами, и для них это уходит в нормальное состояние. Потому что у них нет других знаний. У них абсолютно нет других знаний, потому что они не изучают ни географию, ни физику, ни физиологию, ни биологию, ни анатомию, ни химию, ни политологию, ничего. Они просто читают как роботы, как зомби вот эти вот суры и аяты из Корана. Они даже не могут объяснить, что они читают. Да, слова они вам говорят, но они не понимают, о чем они говорят, потому что они не владеют нормально ни русским языком, ни арабским. Да, они говорят на арабском языке, но смысловое значение этих слов они не понимают, кто бы что ни говорил. Ни на английском, ни на французском, ни на нидерландском, ни на испанском, ни на португальском, ни на каком. Даже на чеченском они нормально не говорят. Они даже на чеченском нормально не говорят. И вот это вот поколение зомби, которое в нас воспитывается, не давая им понять, что там написано, потом эта масса вот эта заменяется, вот это все старое поколение наше чеченское, вот этими зомбаками. И эти зомбаки потом начинают заходить на этот сайт, в телевидении так называемого чеченского государственного телевидения оккупированной Чеченской Республики. Все вот эти вот мусульманские проповедники, которые сейчас распространяются на территории западных стран, Западной Европы, Америки, там, Австралии, вот эти так называемые чечено-говорящие, этнические чеченские, все эти чеченцы, которые выбритыми усами находятся в Египте, в Иордании, которые в Саудовской Аравии пропагандируют этот ислам, они даже не понимают, о чем они говорят. А даже если и те, которые понимают, о чем речь, они не раскрывают всю суть этого ислама, всю суть этих сур и аятов. Они не дают людям понять, о чем речь. А речь там идет о чем? О растлении малолетних девочек, малолетних мальчиков, о педофилии, о насилии, о том, как возжелать женщину, как ее поиметь, как ее изнасиловать, как лишить человека его прав, как распутство ввести в чеченское общество, потому что мы говорим только о чеченском обществе, со всеми этими нормами шариата, о том, как уничтожить чеченские национальные устои, обычаи, но в чем это дярче? Вастыш, ламастш, а арабскими словами это адач. Что если разрешено махрамы, вот эти слова, вот эти все слова, вот эти никяхи, все вот эти вот никяхи, все эти махрамы. О том, если тебе говорят, ты не можешь зайти к своему брату, потому что там его нету, и даже если зашел к нему, но твоя сноха не может тебе налить чашку чая, о чем речь, дорогие братья и сестры? О какой чеченской нации, о какой культуре? У нас нету уже, все. Мы полностью уничтожены. И цундел дует дюшкучах, раковины, влажные, влагалища, лона женщины, промежность женская. Чтобы люди понимали, чему учат ваших детей в этих медресе, в этих хужерш, в этих мечетях, этих проповеди. Они же им это, да, они их этому учат, с малых лет зомбируют их, но смысловое понимание этого, того, что они изучают, в принципе, они им не дают. И человек, который уходит к 25 годам из этих медресе и хужерш, он не может объяснить, что он читает, потому что он тупой, потому что он зомбак. Вы представляете, наши женщины и девушки, которые вот такие выходят, они не могут понимать, у них нет понимания, сравнения, критического мышления, анализа того, что он читает, он даже не сможет объяснить, он просто зомбак. Видите, что клоун, шутуш, натуральный клоун. Вот о чем речь. Поэтому нужно, чтобы наша молодежь училась, и наших чеченцев этнических призываем. Молодшие, берешь, вот слышишь, мало с 5-6 лет, мало, не давайте им засорять мозги этими вот этими мусульманскими проповедниками, которые
навязывают эту чужую культуру, они просто их зомбируют, форматируют, и они уже лоботомизированные, выходят к 20 годам из этих так называемых учебных заведений, абсолютно не понимая и не имея никакую связь реальную с внешним миром. Они заменили нашу нацию этими идиотами. Это что? Русский православный, Ахлюсуна, Вальджама, арабский культура, арабский Коран, арабский сунат, аят, хачуту, анацар, вай нага, нюкер, вай ламас, вай ваш, вай гилх, вул, чамендек, дадекали, арбой, бин чудеч, от берен, при, ялшакач, бер, я, ек, антек, цудадиц, мадез, и шандадек, харлгашукер, туна, лю, юч, зучун, окказат, кантан, тия, код, мекшнуй, окказа, муджайткач, хайкеха, ву, хайбусал, бешик, швара, ектан, тучу, якшо, чуя, иккан, вахш, адунеча, хилбо, зудри, хёттига, хербон, наложниц, лейш, бац, ахалиф, биша, хербон, юфабаза, юнцига, хатигал, баса, хамел, де грила, де шаляча, микште, киза, юн, юхона, устрайшит, гури, юн, хон, эздершка, кенти, бон, жемчужин, хую, щадик, да колдуш мадацар, эн далуш мадацар, китан далуш мабац, идувай бог, сундер, кучах, ша, мадер, да, дючтуис. Кетите нахцига, худуцан, амушник, худать, амурдать, ок, аренс, ашмулар, малыш бац, харбасхана, сандеш бац, ница, ашу, хачел, чамайру, и садил, хачел, шмядуклю, Норвегия, 1,5 миллиона луш, анюшну мяжиш, по Европе. Вахошен, хубусодин, амушну, бусодчинаган, поедяду, дершну, иду, вежду, кюч, хомар, бусод, нахбухучу. Дарам дита, бусодин, дадите сурач, аяч, дало и кетам, шамабор. Ах, дай на одной бой, ще дюзел, далушбу, бусодин, аму, далушбу, хежерщу, мящу, галушбу. Хишо кляч, нинда, далуш, мешбу. Ялша кляч, далуис, духола. Ще дюзел, цар, хо амда, хаж. Цар амда, цар, яца амда, и шамадыр. Да дюйт, цар, цанит, яца дюйт. Дозит, цар, цанит, яца дозит. Дост, цар, цанит, яца дост. Цар, дост. Дост, хильча, шейла, дост. Цанца, дост, дацет. Иду, вайдюйцик. Цуна, отцун хака, им, нис эфирьер, отнахан, китам, да было, фокус, ладуш мочер, дука мочер, хайкал дуйха, аудол ботиха, кюш буйха, хум дус дуйха, хаз хуман, яхпи, герч буйха, ой. Цундела вайцарна, паргин, нис эфирьер, истан, китич, хунду, и бол, бяш, антикач, вайреч, ду, худу, да, аудушник, хунду, и дуаш, шамадар, даста, диз, Шамадар китам, шамабар дабала биз, и дешен китам, даколду биз, почун дешен, хажал хардуашдуй, бог хардон, цун масал шталушдуй, хокказа хардон, иштун, хокон цани дуцла, барам хокон сбила, хокон китам, ишт бонбош, и дадаузи биз, и дувай дюцик. Кетишу, цул дастам, цул бюхун дачун, от оранча, сурача, аяча, дюшно хуншдуй, царел бюри дастами хунда, цохнунеча. Цаца, ногчи хонцани, ногчи ламус, ваш, ногчи амалц, гилхц, гулхц, хонхалиц, дюналиц, ларанц, ценалиц, силалиц, адмалиц доорбол, шумштачу тюта, ундачи арбол ундуиц. Царгинишун эмкош иагуша, яхси бочдюш, эмкали, дюш на баца, чишмюш ашмуш, ногчи мичах бурушун, цаца исандегдаш, войнюка исандег даурду, идувай дюцик. Ажим хум дуст, тал, яхти, хват, сам дол. Цун бошнушун. Цанин айтташ яши, янах аудол хиечи, яцеди яши, ясвантали цани, яшхан алдац, дуагалош. Шекуна, дуаглош, делаха, новчиха, муқастер, келар, мудақырдатиш. Войнюка чутуандол, сюел. Бяхкой масерабу амоду вайга, ниц гирш сахила информационный, гирш ниц сахила цухена, гача, ца телевидение, ха, и тучугош, инах, и яшбич, инах, хейра богы. Дек, вож, дек, кидек, кела, дюти, мацал цани, вахта бой, хирами цани, ницали цани, вахта бой. И умш дюти, так, цац до, и бюхумш, хаздеш, харц дохш. И дужин хундуис, цунер, вай хатаган, вай Аллаху, елгар, Телеграм, Юдура, Вуэль, Фейсбук, Хавайтан. Охчулани, цель, Гришсани, цель, Амалштани, Дадуш, Хатфуман, Яхкеяч, Далмула, Самдул, Визвой. Вой клет, Визвой, Отсумля. Вой Шамадар, Диц, Яхбях, Дадел, Тохор, Дадел, Душун. Вой Яхбяхка, Ценерит Ях, Лилуца, Визвой. Яхбях, Дац, Шамадар, Дицер. Хаздуис. Ажал, Сенан, Саиш, Вахан, Арал, Раковин, Ютюнцо, Рашим, Ютюнцо, Зучуна, дал, дишь, и не гадал, дишь,
شديد إعداد شنوش دا وما دات إعداد سبب يزينا كيشور جوزل دا أيديس كانت هميشوان ورشة كاتشا خجل يحشو هو يا تعال اشتيق سجينش منك شو نبغى عربو تاع موزيك شلتي تاع ماشي شلتي تاع تيجي بيش قلت تاع كل تاع خجل شوف تاع ويعري خذل بوبوح ويدخل شلو تشوار ويروح جدود بيش يا ورشة كاتشو يعري تشو بوغتي قال اشتيق عربو شاش اشتيق تشو كيف تقول تاع بيش تيوكي دا مش نويش أزليزوش تاع تجاههم آية سورة دوش نويش تاع تاع دوزش نويش هم يا وليد تشوف كاتشو تشو عربوش ما بوش That's it. I Duits Richard zegt niet om zich goed. Sheikh Jocht aan Duits gewoon dat ze die maar iets. Hij al de madat. Hij al de madochter. Die boos nu dat je ook je hele boel daar. Ada boy. Şaşırdı çok. Benim çok çok boş. Şaşırdı şey. Masal derece masal. Moldu çıkış. Taşak yaçı lat gorgdat şaşı boş. Kay kuşak yaçı. İş duy. Hani adın kik ya duy nun yuy no huy. İş konuşmuşsun. Slovela نيسيفير ترقيا هو شيء كل شيء يدخل وقتش شيء ده قاعد يحقق مكسب خارجي حاجة ما واستقرار شلون كيتم إيش باتن حكمت ده إيش دون حال ويطلعوا تردو ويكيسنا وهاش ناس وينيسون تكاسل كاش إيشنو كيتو شيء ده قاعد يقال شو ده قاعد يقال ويدوش نقطة ماشي مسير ميكروفون شلتشو سويلش ودوش يلو الصراف إيشا مدلر ميلدي تودوي قيجو إيمان جالوخ صدوي عايشو زودري بيتشينا يوخ سيغونز اتشو قاتشا لا دوي انتي بيتشينا الله ريس خيلون يجو خزيوس منيو يجو خزيندو سوساي ميلخو اتشو قاتش حجرو قودوي ويديش غلط حتى درخصة اتس يوسمون تقاتش она аица царим жестер тучуялше именно через этот жест тачвиртут яцашт альтернативе ястецика дует там вот на аич за расширение цаядин интро взрывчатки лон и цади чеш сакаш саварианте ицучу Ховелши, Дейлдегвич, Велши, Ламашдеши, Марнишпуши, Забах Полдукцига, Дилан, Сурат, Сира Тейдл, Диавеш, Иза, всегда пятится Хайлан на борбу, Шейшейх на Махбат, Шутине, Оли, Поелсмани Дардизия, Üşçüler bu, açıklayın Tigan, bok kurt bok dostиш. Ben bu tigan ya, daha Otiosmani kaç, kaç. تيجا الله خشوا ايش وات وين ما خار تون لا من ثاني تون تنخي ثاني قال شو خوشر وشوات ايش دو تا وصلت تا حمو وتشو تا بيرو خوشر اوتشو علم عام شك هو دندي شك هو تا شيء شلار سيدي شلار مسار حلقه حوق اتشو خوشر تا حديث راسون ايش كويس تيك خاش تام بو الله قربان ثاني تون تنخي ثاني تون لا خوشر وخصو يوات اكا ما شو اسوق ديش تسو تون قربان ثاني تون ستن ثاني بقاش شو شوات يمخاوي طبعا شيكو حوشو خوشر واتسال واعمل دي تنودين سيدا شاخص داتسون دتو شام دلر حديش توا вот там элем сагудицна датс полностью каждый деталь разбирать швой и ты хом дичул дява Аллах ёсман чумоха чугват сасаши куяц так что хочешь волшу в первую очередь угар вез элем сагуд كاشو سشيخ دات تسمى الله وتمجاهدي تيل ديزغدو بوخ ابو да муцал ше дита дуй голосовой шагю хамези охчо хайфи шагю дуй оцец ила из بالله بارك اللهم دي الله ريس وليهم سونم اش دوغ يوخو قوالي لانسو شو خوشرو иншалла чо хочер дуй давал аичен да того мерзлой дат чо си хачляксон شو يوصلني حاجة هو تقويديت شو حق عليتها وين دوكا ايش ويلار وش علم خارج دش ثاني آله شو آدم دوش دوي آدم هونس آدم لاتينسكي ممكن
Он хухит, вы бейш, ходишь, надеешь, амду элхиту, шамуда хафиш борцер, ецаду элхиту. Хайда гады гала. То еще шуламец. Чай, кофе, так химоши, гуйцелюсь. Ще набкач, да дуцун делка набьются, да, иначе цадокцу. Яул, дик хоран сура. Да, ты коч, а вот Джимзами ты вот судья, ну да, Я мать там. масади. Сюда висты высадить. Iri iskuли. Да, эхту бой, да, тону калах твойло. Дик надела. Сободил, вы кузаца. Az wistful خوشه. What's elman دوی elman tani when elman دوی вишек. Uçağı diyan aşmış bat insan şimdi gabe kutneva. İşte elm şamadar amoş دوی dati ahiçe دوی. Сободил, швойну, кубарти швойнука. Сободила. Билоти швойнука. Jahan tani, bayuruş düğüne. Adam Tullov ich قوي. Jahans düğüne. Niçe? Parmak mı o enuka? Parmak. Bismillah. Ama o en korger hoş. İşte hafiş da saçar. O çocuk da beş. Şamadır. Я тебе так раса. Иракович и влажно раши оинч. И шам Александрович хули я цехуль алхитхун. И цахан хита. كان عنده بايعته. Шамадар дуаш шпитам далуш на андалуш штамду алхитхун. Там надо. Вообще Самду. там كان يقول عام يدقع بوش. Это 150 شو دوقت تتاك يوش بوش. ده تكاد ما عمل تدش. اشتغلت تبي شو ياسو شو ياس. Это. Карен, дорогой Карен, вы слушали, да? Вроде по-русски вы все правильно понимали. Мы зачитали сура аят из Корана. Как вы думаете, вот в исламском мире с 5 некоторые отдают, ну, вообще 6 лет отдают в медресе. Вы думаете, там все это как есть им объясняют, преподают или нет? Вот ваше мнение, Карен. Конечно же нет. Преподносят так, как надо преподносить для зомбирования. Ясно. Спасибо, Карен. Хотите дополняйте? Да нет, все. Вот, у нас в гостях наш казахский друг Жарайт. Это все окей, значит, Северный Казахстан, младший ЖУЗ. Вот вы же ратуете за ислам. Как вы думаете, наш брат казахский, вот эти медресе, туда дают маленьких детей с малых лет, их обучают всем канонам ислама, сурам, аятам, раскрывают, объясняют, как надо, все доносят до них именно всю красоту, чистоту ислама или нет? Вот как вы думаете, после того, что мы зачитали вот эти суры, аяты из Корана? Молчите, все окей. Все хорошо, это был наш казахский друг. Его нету здесь у нас, он ушел. Ну ладно, хорошо. У нас в гостях Ахиллес, хорошо. Ладно, я вижу, все такие сидят, задумались. Булат, Дуашвудует, а когда цеешь целусу, а цеешь целус, отслушнувай, он говорит, конгресс, сенатор, конгрессмен, госдеп там. Арвал есть, цикцерц, алсавай, дарит хундер, что нисон цани, бог, ахил бишву, а сахарч войн махар, цаху, бацабьют, а войн инзеричо ахшвиш. Хондла, что ли, Дубурлан, еще вы, наш даргинский брат. Дубурлан, вы вообще слышали, о чем мы писали, читали здесь, что мы зачитывали? Да, вторую половину слышу. Да, вот там была тема такая вот, именно вот эти вот все суры, аяты мы зачитали, с 5 многие, ну, отдают, ну, 6 в общем. В медресе отдают детей. Вы думаете, там азы, каноны ислама, как есть, раскрывают для детей? У них есть понятие именно, что они там изучают? Они понимают вообще все как есть именно, Кораны, суры и аяты? Или нет? Вот ваше мнение, вот, как вы думаете? Кто имеете в виду, кто вначале принимает ислам или кто Вот детей отдают в медресе, вот, с 6 лет.
И вот их начинает, им преподают ислам, Коран, суры, аяты, зачитывания, хотят из них сделать хафизов. Вот то, что мы сегодня зачитываем, эти суры, аяты, вы думаете, им правильно все преподносят, раскрывают смысловое значение этих слов, этих аятов. Они понимают потом, впоследствии, когда к 20 годам они завершают свое учение, так называемое, становятся хафизами, они там же экзамен сдают, или нет? Вот вопрос вам такой, как вы думаете? Я не знаю, к 20 годам они понимают или нет, но когда их отдают, они, конечно, не понимают этого, им их отдают, наверное, взрослые, думая, что что-то хорошее делают. И, конечно, там будут трактовать так по-доброму, чтобы люди сначала стали, скажем так, соучастниками, только потом пехотинцами. Да? Понятно. К нам присоединился Фотон. Фотон, Мокши-Мярши, великий Фотон, друг наш, брат, мусульманин во Христе. Алзабилля. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jesus Christ. Молдушу, удешься. Вот это вот вы сказали, да, вот вы сделали это, да, вы сейчас вот сделали это или нет? Вот скажите, вот честно, вы сделали это или нет? Вы сделали это? Yes, I did it, my friend. Все, смотрите, сейчас мы принимаем, значит. وعليكم السلام عليه الصلاة والسلام آل صالح وأجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أنت الرب لا إله إلا أنت خلقتني وأن آل عهدك ووادك ما استطعت عبدك وأن آل عهدك ووادك ما استطعت أعوذ بك من شر ما السنات أبو لاق بنعماتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الله أكبر. صدق الله العظيم. Машаллах. Машаллах. Давайте я тогда вам еще одно что-нибудь хорошенькое зачитаю из ислама, чтобы мы уже понимали, о чем речь, потому что мы любим слово Аллаха, мы любим описание, мы любим ислам. Астагфируллах, астагфируллах, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Давайте зачитаем. Как описаны гурии в благородном Коране? Гури, гурия, хури – это слово, которое используется для обозначения женщин в раю и выражения их красоты. Качество гурии упоминается в благородном Коране, перечислим их, они девственницы, поэтому по поводу в благородном Коране сказано. Это ссылки на Коран, мы о себе ничего не говорим. Кому интересно, записывайте, пожалуйста, идите читайте. Там будут девы, прекрасные гурии, не поднимающие глаза на чужих, к которым прежде не прикасался ни человек, ни джин. Сура Ар-Рахман, 56 аят. И сделаем их девственницами, любящими своих мужей и равными друг другу по возрасту. Сура Аль-Вахия, 36-37 аят. Второе. Они не были рождены от матерей. Мы сотворим их в новом облике, совершенными они не были рождены от родителей. Сура Аль-Вахия, 35 аят. Секунды. Маршал Думасая. Можно один вопрос? Вот ты сказал, что они не будут смотреть на чужих мужей, да? На мужской пол. В раю разве есть грех? Такое понятие, как грех. В принципе, да, там уже как бы в раю уже нету, да. Там, мы же знаем, что там уже все дозволено, вседозволенность. Ну тогда в чем смысл, что они не будут смотреть на других? Даже если они посмотрят на других, там греха же нет, то в чем проблема? В том-то и смысл, что нету смысла, в принципе. Где нет смысла. Зачем искать смысл? Они сидят там, 72 гури вокруг, например, этого муджаида. И там же нет навса. Вот такое понятие, чтобы человек возжелал другого человека, таких понятий не будет же. Ну, как бы гури, она желает своего шахида. Тогда мне непонятно там, в чем это же противоречие получается. Совершенно верно, Машол. Совершенно верно, да, совершенно. Но я же читаю, только я читаю, я же не стараюсь там. Вы как заметили, когда суры, аяты читаем, тафсиры, ни одно слово здесь не искажается, ни одно слово извне не доносится. И вот там так написано, вот так мы и читаем. Тут написано, мы сотворим, они тут глаза, да?
не поднимающий глаза на чужих, которым прежде не прикасался ни человек, ни джин. Ну, так написано, сура Ар-Рахман 56. Вот так вот ваш благородный Сарафи зачитал. Третье. В принципе, вопрос очень хороший, логический и очень правильный. Поэтому каждый может над этим задуматься. Хотя, как сказано было, есть другие суры и аяты, а также хадисы, которые описывают этот рай. И в этом раю у вас 72 гури, 1000 мальчиков, рабов жемчужных, потом у вас базарчик. Вы все окружены этим, и они на вас не смотрят. А не забываем, наши женщины где-то там тоже есть, которые у нас в земной жизни были наложницы. И тут они на нас не смотрят. Ну да, интересно, да. Вопрос очень хороший. И главное, там нету греха в этом раю, потому что ты пьешь родниковую воду, но это вино, и твои желания все исполняются, ты совокупляешься, как они там говорят. Греха нету, нафса тоже нету. Вот зачем такое описать? Ну, чтобы люди понимали, что типа на других она не будет смотреть, только ты с ними будешь вот это вот совокупляться, она как бы принадлежит тебе. Наверное, в принципе, в этом тексте они так описывают. Третье. У них большие глаза. Всевышний Аллах говорит в Коране, мы поженим их на чернооких, большеглазых гурьях. Сура Ад-Духан, 54 аят. Четвертое. Их глаза не будут смотреть ни на кого, кроме своих супругов. Возле них будут гурьи, потупляющие свои прекрасные очи. Сура Ас-Сафат, 48 аят. Их будут видеть только их супруги. Они, гури, черноокие и большеглазые, удерживаемые, их будут видеть только их супруги из-за их достоинства и чести в шатрах из жемчуга. Сура Ар-Рахман, 72 аят. Их нрав и красота безупречны, в них добронравные, прекрасные женщины. Сура Ар-Рахман, 70 аят. Они будут относиться к своим супругам с любовью и нежностью, будут одного возраста, любящими своих мужей и равными друг другу по возрасту. Сура Аль-Вакия, 37 аят. 8. Они будут очищены от малой и большой нечистот. Это значит менструальный цикл, видать. Об этом они говорят. От физиологических нечистот, наподобие менструальных и послеродовых кровотечений. Зачитай как есть. Они будут очищены от малой и большой нечистот, от физиологических нечистот, наподобие менструальных и послеродовых кровотечений, а также от зла, наподобие зависти и нечестивости, от таких деяний, как неверность, надменность, хамство и невоспитанность. У них там будут пречистые непорочные супруги, и они останутся там навечно. Сура Аль-Бакара, 25 аят. Они будут, 9, они будут наподобие бережно хранимого и дорогостоящего жемчуга, который является предметом зависти. И я это честно сказать, это порнохаб, если честно сказать. Я просто смеюсь, как бы, на самом деле это грустно. Понимаете, ваших детей, 5-6-летних детей отдают в эти учебные заведения, так называемые, медресе, эти хагеры. И они вот этому всему обучают, потом они уходят, и они говорят, они даже не понимают смысла значения, ты людям это объясняешь, даже вот так уже более-менее созревшим взрослым, у которых есть какое-то логическое, физическое мышление. И они даже это не понимают это, потому что говорят, ты искажаешь, а ты говоришь, я не искажаю, я читаю как есть. Просто прими это как есть. Тебе никто ни о чем не говорит, тебе никто не говорит не отказываться, не поменять словое значение. Все как есть. Смотрите, ну это что такое вообще-то? Это же катастрофа. 9. Они будут наподобие бережно хранимого и дорогостоящего жемчуга, который является предметом зависти. Женами будут большеглазые гури, подобные скрытым жемчужинам. Сура Аль-Вахд, 22-23. 10. Они сверкающие и блестящие, наподобие рубина и коралла. Они девы подобны рубинам и кораллам. Сура Ар-Рахман, 58 аят. 11. Они обладают кожей, подобной свежему и тронутому яйцу. Вот это отсылка к тому, к той суре и аятов, в котором мы писали 56, 22, 23 или 78, кажется, да. Сура. Возле них будут гури. Сейчас зачитаю, вы поймете, о чем речь. Все это мы закинем в прямой, это сам печатный формат. Они обладают кожей, подобной свежему нетронутому яйцу, которое хранилось вдали от солнечных лучей. Возле них будут гури, потупляющие свои прекрасные очи чистотой и непорочностью, подобные яйцу, защищенному скорлупой. Сура Ас-Сафат, 48, 49 аят. И вот сейчас я как бы дам вам понять, почему эта ссылка была сделана, мы почему об этом говорим. Потому что вот сура 37, аят 49, говорится о яйце. А отсылка на эту суру и аят делается в тафсире к суре 56, аят 22, те, которые мы только что зачитали. Так, дальше читаем. Ну, чтобы вы понимали, чтобы понимать Коран, это почему мы говорим, нужно по ссылкам, если есть там ссылка, отсылка именно в тафсире или в толковании аята великих исламских ученых, да, правильно, надо читать. Они являются великими исламскими учеными, толкователями ислама, потому что они же
Они же преподносят этот ислам, как есть по всей его красоте. Если они отсылку делают на какую-то суру аят, надо идти ее почитать. Поэтому, если была отсылка, они сверкающие, блестящие наподобие рубина и коралла, они девы подобны рубинам и кораллам, Ар-Рахман 58, или они обладают кожей, подобной свежему нетронутому яйцу, которое хранится вдали от солнечных лучей. Возле них будут гури, потупляющие свои прекрасные очи чистотой и непорочные, подобные яйцу, защищенному скорлупой. Ас-Сафат 48-49. Сура Ас-Сафат 48-49 аят, то надо идти читать. Их груди только-только сформировались. 12. Ну, в Коране, суре, аят, это пишется. Понимаете? Смотрите. Их груди только-только сформировались. И сформировавшиеся девушки-сверстницы все в возрасте 16 лет. Сура Ан-Наба, 33 аят. Несомненно, это дары Всевышнего Аллаха вечной жизни тем верующим, которые оберегали себя от греха в земной жизни. Пусть Всевышний Аллах сохранит наш дух от греха. Аминь. А мы сразу же пойдем читать суру Ан-Наба, 33 аят. Потому что если есть отсылка, мы почитаем, потому что это называется педофилия, потому что если они 16-летние девушки, то это значит, они несовершеннолетние. И мы не можем это принимать, потому что вообще 18 лет считается половым, как бы, созревшими людьми в мире, нормальным, здравомыслящим, цивилизованным. Так, мы читаем сура Ан-Наба 33. Это значит сура 78, 33 аят. Ан-Наба весь 33 аят из 40. Читаем. И полногрудые сверстницы. Весь аят. Все. И полногрудые сверстницы райские девы. Абу Адиль делает этот тафсир. Он просто добавляет и полногрудые сверстницы сразу райские девы. Толкование Асади вообще краток. Вообще краток. Там только у него вот аят и привел. И полногрудые сверстницы. А Ибн Касир чуть-чуть развернут. Чуть-чуть. И полногрудые сверстницы черноокие, полногрудые райские гури, сказал Ибн Аббас, Муджаид и другие. Полногрудые кяуиб, значит, что их груди будут круглыми, то есть их груди будут полностью круглыми и не будут отвисать, потому что они будут девственницами, сверстницами равными по возрасту, то есть их возраст одинаков, как предшествовал их описание в суре Аль-Вах, если быть, обратно же есть отсылка на другие суры. Но понимаете, если мы начнем все это сегодня читать, у нас просто времени не хватит. Главное, мы мысль донесли сегодняшнюю. When лучшего войти там дабл лучшего нахсам было, что хуман тяхты лучшбеш. Там хитам вой дабл эл хит вой там лежина вой волх тут я чах бел эл хит вой но что было и вистрел вон зажим суалхал вистрел но чего рис мичау его учау извиниться но чехонах и варис вистрел кис зажим суалхал потупляющий зоры эл вистрел хай асцени учау его вистрела на учау Саиса, сахита сюндер он очень умный. Хавок шмуду мокшулмую шадик диктуй резую явацалиш. Хопнаран хамби нахсагат ташмун дукабоча язад бухата хваттам. Аяту била хайла скул сала умацабу. Дигусом дигу. Дал бухасом. Хасон вени дукна язин ир. Дукчар. Инзари дукна язин ир. Ухазагайтер. Дал сидуил шумасири. Дела хасвит, что я зичи, пачи, дешинцы, элчи. Сокузау, солодушу, все нормально. Есть вещи, с которыми я согласен, есть вещи, с которыми я не согласен. Но это мое мнение, сугубо мое мнение. Это как не гахудон, я чё, хазал, Иса пайхамар, убах, шали, гушу, наган, хайчар, шадик, кунга, дикдон, штеду. Сочу, шадик дикхил мишаться, он шадик дикхил аж савац. А как кертник войну каву, алхамдулиллах, дал бухом хастам, но шимат дяхче. Кертник наган войну дахкашки худон яче. Таган хахуники нохчу юмацу ханики, нохчи хонахи, нохчи хонахи, айса пайхуиш. Наган го бокдек дючек, цен дектани дючек, миловилаха. Сундел наган дага кета. Нагана кърчах zum azlaha mucha hitsen de laha so disnik dagah nagam dagah wosha yuket op lawich khetash dash dela michaudish kontak nagam dukwiz alresh doy sen hundu shota buy massuhuma tak maselet satir o khil yushol shat
Ор тега зучуна шиши ойла хурших етам оцна вайхичну. Как шецен дега зани шимхи так дучул такой нейсон техаячи. Будет ценалин те нейсон техаячи. Миловила. Раиса пайхамар халоцрой. Тамалешнина войнюка вайхаша ушу новчик онахен. Сей ушвор наган дегах это хокуна хетташ деша люпе топ вейча. Хетташ деша хунсагатташ духнах бар яза дина. Su bir galdok, su üçüncü bir galdol, naran sen kumluçul, taguy mille vela zudila, igo algeçluy. Hat büyüçuy, inana goşu. Hat son suluçul buy, ta doça büyüçi, ta eş büyüçi, ta harçu tiyekçi, mille vela izla goşu. Tundela hondel result van homi voş. Otronyuk avay omyuk ahilçi, nagga havistol etübeç, havistol şulçe dikdon, del resulil. والسؤال حدا قم بوخ إرس إتو بوش أرد آخر لويلهم دال مقشل لويلهم دال فون يبقى حي ناغن يبقى حي جرقش ناغن يبقى مرزو يوش حي ديش يبقى أرد آخر تادولهم إيقالو دخول Deveria Solon, veni, laureat. Täällä siitä on. Se olisi maalla, että on muksu, Schwarzenegger. Что на Габе есть смотря по обстоятельству, мог ли аж на дуе. А так, Солошу я всегда был. Просто я не ищу там кого-то, не хочу никого оскорбить, никого там задеть. Я ищу истину, и все, и не более. Но сам я всегда был на мой ногче чеченский сознание юрялович. Ногчеланд яхвой, рылкш ях, хаздик, яздик. Иомас даем элла, даем халадех панголладу. Кучуат ацболчаца, термуат пьют, хаздоусом штыц. С этим я не согласен. Ну а так, да, есть вещи, которые я не понимаю в писаниях там. Это не только ислама касается, и других веров тоже. Я и других тоже чуть-чуть изучаю. И, ну, в общем, есть там непонятки, как бы сказать. В общем, нису и шукцо, муху и лада, нисала. Но я не думаю, что Бог нам запретил, чтобы мы соблюдали свои адаты, чтобы мы там изучали свой язык, свое национальное там, чтобы мы стали арабами или кем там не было. Я хочу вернуть наше чеченское, мой ногчи, мой халлак, мой дайхаллак, все, что было у нас. Одно тоже я понял, что не все так однозначно там. Нам немало врали. И есть моменты, где там, к примеру, там, что наши предки, я в этом убежден, не знали многое об исламе тоже, допустим. И им, я не думаю, было до ислама так, как они всегда там воевали, отстаивали свое место, свои земли, честь, достоинство, свою семью, крышу над головой, как бы. Поэтому все не так однозначно, как я сказал. Там, да, и молились, там, считали себя мусульманами, но абсолютно ничего не знали об исламе, не знали о нюансах некоторых. Поэтому, как я сказал, есть вещи, которые я принимаю, которые для меня правильные, но, к сожалению, некоторые вещи отнимают это, стирают, да, как бы. Есть ужасные вещи. Не может добро и зло быть вместе. Есть либо добро, либо зло. Но это я как бы к слову это говорю. Это само понятие, это
каждый по-своему понимает. Поэтому просто я слушаю, изучаю тоже. И если бы там алим какой-то там, знающий там нормальную веру, пришел бы и привел бы доводы какие-то там религиозные, я бы его тоже послушал с удовольствием. Я это и сейчас тоже слушаю, но, к моему удивлению, никто об этих вещах, о которых мы говорим, как бы здесь говорится, не говорят об этих вещах. Не знаю, в чем проблема. Будто это скрывают специально. Поэтому, да, я согласен, надо говорить все как есть. Ну, допустим, тот же Коран, если его взять и прочитать некоторые суры, я же, к примеру, обязан довести до своей матери, к примеру, сестре. Ну, как я ей некоторые вещи прочитаю. Допустим, я хафиз, знаю арабский, я читаю на арабском, потом перевожу ей это. И как это? Это же не совпадает с нашим менталитетом, там, понятиями. У нас же есть свои обычаи, как бы. Я считаю, что мы более, как бы сказать, сдержаннее, да, чем те же арабы, эти шейхи. Там знаем галку мою. Есть вещи, которые нам не дозволено говорить при матери, при сестре. Как если это слово от Бога, то как это объяснить, то как все это происходит, на самом деле непонятно. Просто это моя мысль, к слову. Оно в чеконах. Да, Аллах, я просто свои мысли хотел обозначить, как бы. Как я сказал, я ищу истину, а не так, чтобы кого-то там задеть, что-то сказать там, что кому-то не понравилось. Я лично считаю, что вера в Бога, допустим, это достаточно. Штукой. Я верующий человек. Веру у меня никто отнять не сможет. Ну и также я ценю наши обычаи, нашу культуру. Все, что свое. Просто мне обидно, что мы отстаем от других. Допустим, вот у нас друг здесь сидит, армянин. У армян есть свое национальное, есть своя письменность, государство есть. Ну, как бы они друг друга, есть, да, какая-то сплоченность у них. А у нас это было больше, чем у всех народов когда-то. А сейчас у нас вообще нету ничего подобного. Мы всегда разделяемся, как бы спорим друг с другом. Нету такого, чтобы толерантно посидеть там, поговорить с уважением, да, как бы. И сразу хотим там друг друга поубивать, там, резать друг друга. Не знаю, что за поколение у нас вырастает. Больно сердцу, говорят, как бы, видеть все это, когда тебя проклинают за то, что ты сказал. Вот это мне как бы непонятно. Когда ты говоришь, вот это не может быть от Бога. Бог — это чистота, это... Я как бы понимаю, что Бог создал человека, да, ну как бы, если взять религию, и там инструкция как бы объясняется. Вот когда ты говоришь такие вещи, мол, они отвечают, это Бог создал твои, эти органы тоже. И нет там ничего постыдного, чтобы объяснить человеку. Но здесь не об этом речь, здесь вообще речь не о Боге, как бы, а о людских там желаниях, там, культуре там восточной.
это ихние. Это к нам как бы не относится. Мы же не атеисты. Я не думаю, что среди нас есть атеисты. Бога как-никак мы верим. И наши предки тоже верили. И чего плохого в этом я не понимаю просто. Просто у нас молодежь, не зная, из-за незнания, именно беда в том, что люди не знают, не понимают, во что верят. Если бы хотя бы маломальское там изучали бы, да, думаю, у них мирозрение изменилось бы, как бы. Они видели бы вещи другим путем. Но я их тоже не виню, так как сам был таким. Ты же помнишь, как я тоже заходил, сколько раз меня банили. Просто надо изучать, надо продвигаться, надо шире мыслить, свободно мыслить, а не по-рабски мыслить, как раб, да. Я не имею в виду, что там надо кого-то что-то оскорблять, какого-то божества, какое бы это ни было. А просто надо дать волю, да, мыслям, не бояться этого. Дело в том, что наш народ, он запуган. Мол, Бог тебя там уничтожит, убьет, там, проклятие будет. С чего вы это взяли? Вас зомбируют люди. Проснитесь, пожалуйста. Просыпайтесь. Нет ничего зазорного в том, что ты свободно мыслишь. То есть ты же пытаешься понять истину. Ты же пытаешься понять сущность, истину Бога. Просто я не понимаю, что в этом плохого. Невозможно, да, как бы вести диалог с каким-то там шейхом или даже задать элементарный вопрос. Это сразу же начинают тебя там гнобить, говорить, что ты мушрик, там, кафир, туда-сюда. Человек пытается понять истину, его сразу отправляют в ад. Это мне непонятно. Но одно стало понятно, что наш народ в целом он болен. Он конкретно болен. Это к великому сожалению. Это очень печально. Я всячески всегда защищал нас, всегда говорил, вы, наверное, помните, всегда, кем бы этот человек ни был, всегда говорил, что мы должны быть едины, как бы, даже если у нас отличаются там религиозные взгляды, там, ну, какая-то там, мы же нохчи как-никак. Но, к сожалению, да, в общем, все будет хорошо, я думаю. Просто требуется время. Время излечит раны. Дерезку ладона. Завершай, как бы, чтобы дали. Вот вы всегда говорили раньше, когда вы более-менее чаще заходили, вы говорили всегда, не бойтесь думать, освободитесь, думайте свободно. Не бойтесь, просто свободно думайте. Даже если вы вышли из чего-то, то вы сможете снова туда войти. Нохтиматы дахча. Хир махириш ойли олорокой. Нохчу оман там выстроши вышу. Хир махир мяч ойли. Тут там бунчур эрдольче его от бунчур да еще смотрится. Иш квартчур хейгл иш дасты. Мяч ойли юня да бунчур чудо душу олшу. Тахоком цахомдерокой вещи дыч. Сунаряца иш тхаз олоку. Деврес урит хаз истхала. Истхаловый наган пейдах доучки пор. Ойлеш болчна, нохчу кома, беланак сыныш. Пейдах он лукрис. Элик. Ойли лукчун. Уман техач, нисон техач, ценон техач, гачу. Мило велахцун пейдадук. Фотон. Он дош локва, ховар мосит тас хадваш хадинер. Истхалнец фотон, мяш делчигер. Это делчигер. Благодарю, лауреат. Фотон, бях мобило, лауреат. Можно я интервала фотон? Йокурвахкана.
что это там, в какой-то Вене, какая-то банда, это сбросы, да? Или что происходит вообще? Чего нас тягивают еще? Разбор, чувай, очень доша, ой, лурдут, очень доста дует, танца разбор, кёца, ой, русский православный, чухваш, он воится проблемен, воится нарец, лично, алархам. И да, ты дует, хахартер, вы дицли дацум, ногчик, вон хей, фотоник, та чёх только это дует, а куча, и хум хуш мочардын, цужок туду. Потом, без халафа. Салям, дела, бяхн делаешь. Маш вол, мацо. Салям, что, короче, мол мало, да. Совсем комфортно мне сейчас, ведь поперчил мадок, кстати, но мало. А пока что ладу, а тахом это, ладно. Брат, а вы, потом, Виктор, опарга, ты тут, значит, альбурат, а вы чуя, а лишь тхабет, Вот, как раз сел он сервис вчера, техосмотр это полностью. Это они, шукшилек, да, они, да. Виктор Альбурат, высокотехнологичный. Мощно умирала. Билля, аузу билля, Виктор. Резкий фотон. Он хахом, два штана, луштун, а хади чебях мобила, что нога, так свой куча велшин, хадвар, несло. Покойно, шухома. Резкий фотон. А волшу и хаухом, он два штана, лурдун. Маршал дома Сергей Нагази. المارشال كل وي فاتون دوشتلت فاتون البراكتا يوتشو ديل ريس كل فاتون البراكتا يوتش ряча وي زايخ цахич يوتشو иншалла рахман высокоточный высокотехнологичный сверхпрочный сплав шухахин угар келел البراكتا يوتشو فاتون وينوبشي قونا في دينش حتى فينا دول هم عليت نكسر هم فوقشا شيء اهتدلا أفرين مخكش ugar يبوشو شعر غالا تعربوش ساني لكي خدك دوي يتني الخمالدو شين خوشو خوشا جوبلوش وينيشن مش خاطر تحكي خوشا فينا العربوش ساني تعليتش دوبو كيجي بيش وي شنو شوار Sannochtje zoetbeest ik iets moeite aan de kucha dergen. Zijn goed zo, er is kucha. أطرق لات ثم خوش حالات وجا أيسا استنج أمين لازم بيستخل شورزو مثلا بتيمي أيسا دوتش دك خزة حلقة خزة إنزا خزة عيوتش أدمالي شي ديق ويلاش حيقلا شي كويرتا شي همنا شي دوزلا شي عوجمي ويلاش ناغن قيتشن إتايكو ميجر دات يموخر دو بوخلو تاقين تاح قام اشتبالنا يدو ألجا إتساعتا وبروس قول دليزة زي أدم بالنا قام خلرا يبقدك تسخ أردو أل يبقدك خاء خوش شابوشن تي سوى الغيرش بولنا نخ بقو شيهم طولو غيرش أشتي حرف خوشنيا بقدك اسمش بولنخ أصلا بون شي سين سقطلي يا خلقي إيجو خلقي حيلا أم هطولو غيرش تخ هرستك ديسرو بقدك جايجوش خرطونو أيغين ناخدو كوبهون يشا دوق ديتسن دول خرطون دوي نايو قشاليلين يول أتسن ديشا يغوالج يحدو مرش شيتا دي توغولين يشم بمرش إش ناخدو كوبون شخابل غاجين نوخشم عبوخش دك إنيس دو إديكدو أقر حالخو أدماليت هويش حين ديش ميدوز زيزو لوم ديكو هوي لازور هوي أوجر هون دك جوح كوير تعدوش أناغني لازم أوجن تبيش حانا سلطة بقدوشن تخيلو يتق إش نقو تقيلو شوك بقدوشن باش دوش شي تامهل جان شي هم تشق داش عن شي دوش تويل جان تعود شو تقوي تبقدك تسقوهم دشي كسجليني إنا دقو بوين قوم يوقع شكينا خابل بويتو غي ميلتو غي تارتو غي هم دوي شيهم طولو غيرش كوشو خارتو يا استق تا
بوصل بنانا بو كرسنا بو سنما أدمن له حدوث والوجه هون حيث يش ميجا يوتول خارجو أي دايج مومنت أخادي شدون أدمن له وخي Bunte abortions rezu iş duy цаши кояцу те асаму цонгшхолар не в том плане воем дик амду деладу кунгит ми шорт кунгибу ижрибу дик дирхушбу яхыл дошбу مش алсам бу алсат яшаву просто хырт яхкы чордац фар ахум аларц асихбаларц са агрессия ца агрессивна холора тунос цакиет تعاول قيتيشش تارهون دشي عن حيلا علامز دي حين وصنو موات علامز دي اشبلا وديلو حو الله دي اشبلا ты абсолютно мне не мешаешь абсолютно просто та фанатичный фанатизм я тут идет где харидас и шо мадуш обычно его и кутвахта Özdolsun üç beşi ta umut beşi işe дух beşi ta din sadış nabu ta ma ta huş абсолютно понятие та дахачсан та хама та варан та мел служа дуца 114 верштан 114 да мадастыш буш терца бю цундер асам и قيتم بات عمال خطاب أدمل للرويقح أدمل للحار ويقح وش لارم بالحار وما تحت صغنيش قيتم بو موش تا قلو الخول موش سقلو الخول قوي قلو الخول إذا خول شخول سيايتا نيسكو شايو تا أدمي مواتو مبيز شمسك وعبيتشين دي وش قيتم بو مبيز بقوان تحوه بقوه فوه يحقي غير شوالله إشتا أغريسيونا إشتياحكي واش ما تخول بقوان ملا تخوشي لارم خو مبيس даже если Исаак убедит винваза هما дастей وحقيتم بغرحة дегду саларм бо حقيتم цани алышта вот в таком плане я имел в виду в конце концов дабылыш беш леш беш терак чеш беш войниш буде имата экстремизм еще он гуш мадует по всему миру мосом там мадует к великому сожалению мабосы ой да и мабасы решт фанатично холмабацывает деда я мас бютербац ой деда я ишь нож о на этом больше нож о амалр адмалёш нахбу знаю санджо хардяк молодежь царь гача туксо тигир кой бац цаха магина бац динина бяха бац يا أرينس بيخبات يا قديك تخا شكر تعدوز جنا بات إيش تعمير زرين يخو قولي تان قولي نجي يخو تندر إشقيتيش دحر إشقيتيش وبعاخر درا خيسم أدم الخليزي بيرو وشريد كان غيت مي خليزي أدم أوشي لارم خلبيزي إلارم مرزو أوشي خلشتاس قدا ديك Dela sa tešmu emoção predelectir dela. Esse mundo é só tešmu. Esa هولا مستوى في نقطة صلاح esa هورنا انت شي هم دمت صحهم شا حالات حهم خلق هديك نقلوش ولا بقدك دو حهم غلديش سهما بقدك غلديش مس أدمي دنيا جوا человек алду создание и мирхом хочи цер приоритет ойто цер бдол се сторона правда гелишу حاجوش دالت سيختلوش تا شيهم دمش يقيها проблем هورن سوسايهم دمش شو برمل بو образ هايهم دمش شو وش قيچور بيش بيش بو قيجين بيش بيش بو просто цан это моё алдол хума истина дуй خادي الزهالخ بقدك دوي هو أستحى هنا هو يحاجة وتروات هو بيخ باقلوبات هو بقدرش ما تسيتسغش
دي إقامك شدو سيا إقامك شدو موش دون يقين سروا نو إتوجه شاشة استق شي حيقلتي شي كوفتي شي دقتي شين واقي هور إن الأدمو ويل يشتغل ونادر سوسام قويسوش مو سوسام ليلوش مو سوسام يبيو دقوش ولا يأزدوش قوش ولا يتسام ديش ولا ليلوش ولا ونادر سو سيدو بوخدو شنو سو يحاش وطرويتي سو خطلع وحقو سرويتي ونيا دينو دين جور بوليتو دا جور وسو نير ديدا وسو وشلو نيقع نيا دينو جور حلاتشي سوش نو خطة شو ترويتي وواب عياشا وطوش الولايش بقدق إلات أدم اللي وشلو أدم دوي سنتا قدرتيش تيجا سن سموليو بيوتو تشيسلافي اوتو تا دوشلوغي الشاشخ دوزلدر مختلف شي هما ديشا ويروات بوخدل هم دوي إيو بروبليم أقحدو حقيقل حدوق حساش ووشي دقدوش دات إتساح قيتو تانيو أرزن غلاس يشوش قيتو دقو تا حيوخون حيقلو قيحيوخون سينو قيحيوخون قروشي خلدوش حبوك أبرزن بوغس يصبوغ خلدوش تخلدو تارجيدات الشين واغ استق ويلش ديون لدو غولوش ديون أقهم سبكوين هم ديتا لو بريمات لو هند أجي تقيتش هم بقدق تقاتشت السهم دات توميل أسكب لا تيجي دات توميل زستو لا تيجي دات توميل حيستاعش خزديش زيازك تيدو بوكيتش واحد يجي السهم دات مثلا صون بقدق تحقيق واتع دات صون خيط سغيج هند دو تعموا وانت كيك حيقدر يا كمبيوتر ألا بقدق خلمة سهولة دوش ديريك يتسخيج داق دوغ خوش قيتشو ديونا هوكوسو كيتشو هردون بقدق ولا داغويت شين تا سو إسبوز شين سو تا دوشو يتا سوغول مزني غول تو شاخمت دسكات يا بيشكنش داغويكي تعرض احترقل سين تشوت سين يور بيشك ديون دوغ فيرزاي يدي خيل بارتي قبل ما تش يقرا دوغ برمين شاخماتش تاكتيكا استراتيجيوش إيش ديونا كاك بيشك ديون أدم إسبوز وقت شي حيقل دق شي قيتم بيك شي سيتي بيك شي أدماليق وغلوت وتفيرزي قيتي حيقل وغلوي أسدوتك درج داشون أسدوتك حيقل دوشن تيق أدمال ليه حيقل ليه قاش خيناح تحلق ساندينا وقلب والطربات ودستي الطروات وأتخيط له عضل خيط طروات وتقي تشل دا البقوان تقي له ناخبو سيخ بيل شلتها قلدا قليل شلتها تقي ناخبو يخي شلتها تتقي لوش ناخبو إذا سنة أرتلو دقا سنة حيقلة أرتلو لا تسقتلو تو شايف شو كجدي شلوي كنت إحدو يحق ديهم تو شادش دو هون دال دي شو ما داتون هون شيطان دي شو ما داتون إبليس دي شو ما داتون تحنن ما ديش داتون بس إبليس هو قلب بودينيا شيء هون خص ده بين يتخبات قال جوجو تي وجه إيردوش دو بوغ شابوس خص دنيا دينك هو قال أخ جنوا إز إيردوش دو بوغ وقو ور إيردوش بوغ أخ حطوغو لإيتوغي كروجي قاستم بوي شويق وحط كورت بات حسدات حدوقدات هون قيس دولهم مو يلو حين نيس دول يغوش يقولش دول قيسنك هم مو الله حين حقاج حدوق أجر دوش خيج هون لزور وش هون نيانك لازم مولو هون زي مودلو هون يامر لو مويلو حي ديتش ميكش دول خرصدك هون قيتش تجي موديس لو حيهم طولو بهندوش نيوجيلي ديون هون حقيقة ما هون خيتش هون ميوتش دق دو تعديتش قولش الله لقرا خليق حاجة واتبديتش حتى ديتش هم أصلا تا هم انتقي غيرش سو حاجة وات عديتش كودو نو أحد يتشندر سيقيتم تي رسل هم يوتم يقص عايتك دوش دعيات بوقس دعيال سيال بوس لا عودو لمن خلو ويش لا عودو سوم خل تهم خيسون وق خيل لهر بوخشول هو تهم ديتش هو سو حجوش وات أخيل بوخشدك عليل بوخشدك عدو بوخشدك просто سي ايجو سي قيتم بوسه سأرت ايقل حيقلتي اصبح ها عيوتك يورن دايو هون هراخل هون وجاخل تايال سايال بوس ات ما بينتح سو عضو لنا نقوشوك حيقل نقوشوك سو عضو سو حاجي عدو سكودو دات استلني اصحو ما ات سيسا زوين اسمو ات يوغي حبقوة
سيايوت بقو هون إحلا يقن صوب خيج Nismo bunte. Nismo. Weil uns werden alle jetzt hart an die Zeder noch die Krone hin. Den Schretten. Ziga Schiku Jocha, uns Arbo, uns Kiki Beistani, Kiki Nabukush, Ziga Aufwertungsschule, noch die Beische, Zerdeisch Nadesh, Berg Bill, Zebille Zahndat, ich muss den Tachudit, den Bussel Bubo, Schlierschbusch, soll nicht so Hoshi. Die Arboje, wo die Choisen einmal schloss nach Bad ist, Zara Lilus, die Gsche einmal erholt, Mensch, Bussel bin Zerdice, Zaterway, Hoshi, Kietan Bad, und der Euros, wo Jolziga Letter in Slot, ach Bussel bin seine Mix du Bosch, Lios, ich soll mich küche, Dakushi Lamos du Bosch, aus Mensch, da Yoshi noch zu Bosch, wo hier, wo Imam, Bussel, Schna, Imol, nicht Zar, Schema, der Hundüch, da ja noch zu Hunza, Düche, da zum Dilla. Ach, so eine Hasse, Probleme, Jukic, Mitschka, ach, wo du aber noch die Sozial hat, zwischen die Schirmspanne, Hanna, Ditschmet, ja, Quartier, ich hätte die Zama, Rischlo, Lochi, Lert, a Schule, Beisch, Alusha, das, Maderditsch. Ich Schirmschat, ich sag, das hier oder wer, Chi, ja, Majoschilche, Zana Hamasch, Zana Hunschiochi, Afrika, Ziga, Schenkali, Yalluch, ja, Jikvudelo, Schuldukawo, Majini, Beri, Achisch, Hati, der Schutzunde, zu einer sozialen Probleme. Ich, Mitschka, Kurti, Chohaschula, Hatsu, Zimmet, der Hakina, Herbukina, Miloš Budukabesha, Arins, Западный. Печка, Ашбу, Пачалска, Арбой, Бу, Туркой, Бу, Сирич, Бу, Вава, Африки, Хабехка, Нах, Бу, Бусал, Бу, Бошбеш, Бу, Духабеш, Сомалич, Эритрейч, Арбой, Марокканец, Алжирец, Хулик, Тебек, Хули, социальные проблемы, сам, миграционные, социальные проблемы, а Хоцанюха, Ашхача, der Chasum Sport, der Charlotte, das eine Quartier dauern, Dick mit, Juk mit die Wachen vor Aschrif, Zerfiziani, Avi, Schulot, Achzer, Moschani, Hadüzel, der Chudiach, Metro, Ahubalic, Hapadic, Shai Arbo, Hulon, Padic, Turk, Hulon, Padic, Afrikanic, Hulon, even the Juk, Narkotik, Hulil, Wash, Hulil, Kik, Hulil. Ich soziale Probleme, es hat seine Aschrif, hat seine, tut auch noch Bussel, Hulala. Dünel doch noch çok hılala. A işim doğuştat. Bu sılba noch çok dünel san doğuştat. Ya bu sılbıl leyhıl. Kilo hıl çakvalves isen istahu amaga mogiç hu adiyse diyetiş. Ya noch çok hıl çakvalves. O kadar dünel itsani, sila itsani, tsana itsani. Zundela tsiga iş tumşkul. A emaniş bu boş bu naga. كان الإخوة تقيد خيرول يلصمن خيرول ولي تعدي يصدو ساعة قيد خيروات ساعة يلصمن خيرات ساعة يل خيرات يوم بس يخيروا المكتب بس حربو يلصمن شامل يريز ولوشة تكتاش كاش شدات سكتاش كاش ودر وسكتاش تدا إنزل يشوف بيوغل يتسالوش وده شو تسير كيت من ثاني دو إدينا Zundela Osmanlıca nistahıyor. Uçağır. Baskana arkadaş buyuyor. Bu sabah bu boş. Esesari, Müslümanlar, Tuzikari, Şmuzikari, Aşar. Adamı gülüyorlar. Ruski, Pravoslavlı, Ahlusunna, Müslüman, Şvaytsar, bu sabah. Zundela İmama diyiz, от Мечке, Dadol, Ale, diyiz, Osnofçiş. İsiyem şkoatsa diye, şey mecbur, şkazda yaşı. İmeyekş, Merkeler, tacım, naksaşaş, nahdu boşular, şey miyek, leluçu, miyakça leluç, gali ki, da boşu, gali, da dekhan. Kaz diyişe biyor, kaz bolga biyor, şok nagan yok, datar bolaga, şok arin, saç bolga, zapadlı, Evropa yor, Amerika yor, Kanada, Avustralya yor. Kuzer kamnişuka, şey datar dalaga, şkar şey bol, met, lagalo, şok aman yok, ya, şey hokoma, vur, Türk yusa, çvardu, şaşat, cemetka yapış. Kıl adam kıldu. Kıkıldı kaladat saçın kayıt diyiz bu diyor. Ama hiç o da yapıyorlar. Şey diyor ona iş ne da oldu. İda oldursa kaçı tünder iş konuşuyor. Tünder gazetişe bizler du iş. Ama şu esmet aleç bu şun aştık naşun tak o gazetış bu da. Şaşemel malı boga yu. Ваять дяче. И басхани осницы вахен со спортивный клуб Люция Тучубетуш. И теперь айдол дубовче. Шамел шныр хакёч. Циктай сумаве. Энкевегуен арби агуэлен. Шамел хачелет цик хакёч. Хамза чимая гухуза массаналиш. Пропагандица русский. Чуя чугаски пропагандица. Хайрдош.
ويتعا نوخش عيدو دبو شو ما داتي تلكرا هما دات زغاس فيسبوك من إلديش ليش وخش إيش تيغا يوغيتا موجسا ليش أوكراني يوصير هابونش هاليو داليو ساليو دوكا ديتسن دوش دو دوش دوش شو ديلا إنا بيتي إيمانش عدا بيتي إيماجوش داليا إيجاريش نادا إتاشي خصوان تيقواسي تانا ديكش متي كورتيشي نسلا نكسا شو الله تيدا هو أمبو دوشو ماجوش حق قلقاليش دين شو ليلر عربو دين نيخم شو ليلر شون عن لرتا واشتغل كورتير لورياتشون هون شو دي حاجه بودوتو شو هناخدو اوقل عايش قالي دون حيال زودي كي اوقل زود بيرشي قطعي زودي هر مجين اوقل عربو خلاص دون عليش خلاص اي نخشو بار اصيلا ونخشو واتون حدينا وداتون حقونا واتون انا جو بيرشو عربو يمون نخشو قونا خلدو عربو خل اتدو Arbo халат yan zutchunte aizgali ekvesen и развратными путем азолшабят вождать зуди вожи тан зутчунте рухте виш тан зутчунте рухте waslуш dia сечляш хай адрес дош хатанме чуо мет боч лешу о хачел о арбой хачел о арбой лейо маркелер биоло нохчи хонах цагулиш нохчи зуда хонах сидол нохчи зуда цагулиш شليشو تودع شليشو شدعاء شو خلخيت خل نخيت واليه خس خيتشي يشو ات خيتشي يشون اكتر الحمدوش لازمش شو دوغا لوزدر اش نوخشي سيلايو نوخشي خوم تسي اش يوجو شولدر بياخي شولدر شاش نوخشي دوبوش نوخشي مات بيش ليش شولدر تودع اش اسيتك شو خيتر اش نوخشي خوم تسي يوجو در اش نوخشي قام بياخدو در بيش بشو دوغلوش شو دوغلوش بيش شيكاهنا متكيت شينا حيقل حقيت نخري داو بو قيمت بو سير بو شارجا بو إز صح بو شارجا بو إز هقارنز بو شارجا بو إز مسنا شي نوخش هما تي يوديرز شي نوخش هم عامدي شي إستوري عامير شي موت كلباق شي موت بيت شي لامس شي واش شي دوخرش شي أر داخر شي كواتشا بو كيتم شي سين كيتم لير كيتم واو برسه شادك مت داودي يغديل حيقل شدرس واليه لدوخ شاش وديت حاج شاي بوخ حبابه شاي كاتش شاش دوتشن سعني سوما تنيس وتقاش غاتش حبو خوبو علي وتو بالوش بوخن تقاش غوارد سنخ كيتم حيتسا غوارد سنخ كيتا غوارد يدو بوخ يوما دات وين تعني عربوش ثاني نركوتيكي مركوتيكي شمركوتيكي بوخش ماش تشوفين مالو بوخشو خاتش الي خميوش ده غوخا خردات شنقلا مديق إيمان إشتعر ياك تعال عيال بيدياتشن إش نخاسقش виртолш веке динда заманш виртол замер духой нохшимата 17 век, конец 17 века динда войнюка квесан и религиозный челе дюис прослойка агентов агентурные разветвленная агентурная сеть сексотов матбечу хумшиш и мал яц и мал от мэшчухен и ламахин ха душни шнырюй агент юй наркотики هنيا لتر نيستي لتين هوك كجايس من ها شو إس كأداة جندر وهم دعوة تصور دوداتوان تاخو كيلومتر مجن ده إذا والله شيء حقيقة تغير تر عود الوئس يعود الوربع صنع الله نشين سلافا أول غاسك متى شيء تسأخلت شيء تسيرجو شيء تسيقشو إمال غاسكش باشو خدش إيه إذا ويدوتك Şimdi bir kenar eder bağ iner zaten dado. Taşı metdül hey olsuz bu way. Kıymetse bu. Nagen duboxto keniş arboşaktır dalsageç. Nemça taşım hey kal iyet, Fransuzca hey kal iyet, Anglicana hey kal iyet. Alka golikşa masal sayış al babşa iştala mayıs. Hey kal al darja bol, har minister, bu har der düz, har doktor, har fizik, har kimik, هر آلة كونستركتور هو هر إنجنير هو هر مرسيدس زود أبواب شو هر مقنع هو هر فارماسيست هو هر تعال على مصر هر كيرورغ هو تعال نسكا هو هر أربع شعب ترلو هر غمر شيخ على يشو إن هو يورثه وش يشو خش إنشا تعال ما ترلو آخر بولك شعب ترلو يدو بو قيمة سبو دالنيسنيك تسنيك خلتيل ونوكا ليلش تويلش Да, тулам валь, цену нисон тулам валь, иду вайдица, пилма дас. Харьязу шмекса ца алгачула, шейдис хил,
تاو ديرزو شو قصدوش شو دوي تأخر ديرزو دوي هم ديشن نخشة هو كبر بيش بور باخر بيزنخ ده يا بيرت كيلو تاع ورق وش بيستلو يا بيستلو بيستلو شو تاع بولاد أخوش على دو شو بيستلو خزخيت ها صبري وأول وقت وقو ناني بيستلو واقع تونا تقوى А как عند мы, أبوك Бяхмабахлавень, а как мы будем летчиками, авиаинструкторами и военными какими-то учеными? Все наши дети, они уже, у них уже все расписано наперед теми пособиями, которые затыкает Путин рот. Вот эти незаконно, которые берут вот эти инвалидности. Эти дети уже ни один не пройдут ни военную комиссию, ни комиссию в авиаучилищах, потому что они все указаны как инвалиды, понимаешь, которые получали пособие по инвалидности. Поэтому о каких авиаконструкторах и инструкторах, и о каких дальше механиках и инженерах идет речь. Эти дети все уже будут с испорченной анкетой, которые не смогут поступить ни в одно высшее учебное заведение, касаемо ни авиации, ни военных каких-то структур. Nisto, vedo, nisto, iza ca i voinčuja, iza i pensi, pasodi šmenci, da šmenci, i možoši no polgali, štepisan. Goičul gal, ma hazile gal, ištami jazu, polgali, štepisan, možoši, i tukalačan, i борсла берсла. Они сейчас думают о том, что они на эти деньги, на материнские капиталы покупают приоры, и жизнь наладилась. А завтра ребенок, когда вырастет и кинется, и какой-то талант в нем будет, и когда захочет идти учиться на высшее учебное заведение, военное, авиационное, он не пройдет ни одной комиссии, потому что все анкеты запачканы пособиями, все анкеты запачканы тем, что он уже взял материнский капитал от государства, то есть папа откатал уже приору, который дается для детей, чтобы ребенок обучался для расширения жилья. Поэтому не знаю, куда мы придем. Iza, Это будет. nisto. Оля, есть военрас, щуписан, дети, поколение материнского капитала из Украины, чупыш, больше бог дебил, сейчас Аллаху Акбар Богш. И что да, это все взаимосвязано. Одной передачи на это не хватит. Статистика, выстрел я чува, выстрел. Не с Бога ищу, канал да чеку, я сумел я чун. Ты то гума дочь, нищу эл. Сейчас Алла, да берся, да. Когда он да, тебя, ще не он слышал, так мило вела, харцува, еще ж, да, статистика, выстрел. Масло выходит. Меня плохо слышно, наверное, подожди. Мегерду махвай, делре solution. Булат, хонаксан тхуню авела. Kad biež doitvoja, ceļāci što dolgo, tāds dadīšu lūkšnu, es vēl ar kongresi senāti, vēl nešu eksperts sāni, tāds Olškītič, Cankīč, Olškīč, un šūvai, tāds dīstīš, un šnu, achten sāni, bol balka, solbāk, biež, bu, tēk švartvoin, sadalīta, ja, un ja šar galcabāk, žigarcabāk, ar bol, lidar bu. Булат, biežuš, hainhītak, khasdala, šo khasdu, nīsdala, hainhītak, doš ondukum. Laura Tereskaya Ayteşim larım bol değil ola da ima doşot sogor disin velki Tereskaya işte teşim ilarım voşika al bolil ve masari i qab de şumdu iteşim ve in guş duyurşlat şduwen وتتيش ميمت وعاقو يامر ليلو يهم مستوج وديك ليلو شدوين تعدم تا حيخن بيش تا حيق اللوش تا بالخ بول ويلش ميلخ خاتوق حيز دينا مخ تا هيل ليل دينا وتنقول مستو تا وحوة وشو قنو تا ديدي إشا دولهم دوغده وين مدرس دولهم وين يقسموا إيش وين خرطوا دولهم لط
galguça duyuruşlattırdı ve samo yolş ve bakon daliyuç özde ve bakon ve bilqa ve daliyuç harço yok ya mettek yol öğüzlo yok ya mettek yol ay khadiş ayaç düş لا إنسو حاجة ما يحكيش إنقصو أتو جما واتسو يحكيش إنقصو حاجة يهم لا مودو وردو إيه داز مود يردو إليل ليل دا إدو بوش إدو يتسخوش أتاه إليلوش لو كان ماسم تلخ بوش ناهن تحت بيكش بيش زابرش يش فيولش تاريخ يوم دات Son tarih şey lazer idolan son vakit tarih tansa aşağı lazer doç ol ve nahbuk hins hada oydiç ehel da ot ehem tahtil bel şeş lelo kuduta şeyde yıkıl tagen dalle dolça ta işte şey hadoş duboş otomonta ehel bel şey hora da düştü ayaç deşçi ötte la diyor ötte iddiası için oluşuma da sponsor tar olş doluma hun olş herdu olşsan iddiasını der öyleyiz haz masal daldir ah ojurşkah düş ki beş tu kim kan tu yo öyle sen hayakın beş voç ot tago sen hu amoştu sen haatı hoş ve düz olmadı ise يحمد ويلج يحدق ويلج ويناخن إذا إخواخو ششا دولار ناخن ويمو قردو مل شير خاطا نوحش ملش بر مو بر تغلال دينا نوحش دعما جينا حتى أقر حلق بيرش دورق تيراريست بانديت بوشتولهم أتحولي داقن ارتغن تخوشين دورش نوحش داقين شاها خز خيتر أدمان Ela harco yerdol adam da ton har nohçi maço dot kholliyol do hagar khat kaçımna na ostolliyol do niso da ima halka yok qala iş dag doğur ay harco mettek sayöretir talah tuqbala iştir yuqata tadbihum yoç tahul iş sallita çotlarım boşda serim i hart harıl dol bolhum ins hart harılı وين خاطر وش حول دل ويخ و دقز دله أرخل دول أدم ويو درزيل ويو درز ديل وي حدال دين دول ويقوم حدال دين دول شيء ترت غلق ويدايخل حمل دل دول هما ديرو سونج او أشليل بو وخ قومن لار مبو قومن بايدي بو سامونا بو إيوش ويشات تهنا بوكي عربوي ويخ بيلا بيرش أش ويخ بيلا بيرش أش بوكي عربوي بو ترش بو ويتان حلقا وي بوت بردك بيبتش يا مسلمانين بوش قيت إبيلوش بو ويش صدعلوش دولهم قاديش مالو سي صدعلور دو أس din boş dolhum hay leel doş dol din doyuz değiş malı doyuzata doyuş ne olurdu sada aynsa doyuş çumunsa da ne olurdu dela duka değil son şu baka dol değil şu nis no dol değil tahar soyuş mette gelç alır oat so ete olş so takat khalı tam bu dalaqet ruh hatta elç satıç هنا أوج أي خلتهم ديش تلهار عد أير ورسو سي يقيق قومنا نوق دير دولهم دوتون دير وي قوم بايدين قوم سقتش ينوحشي ولا قوم علات ديش ولا خارتو يا خارتو دوش دا خارتون أويليا بأويات هان يات ديريز غيلشون
Beş bolhan komriz hayılşın. Evduk as alam duk kodar avrat değiller. Mel duklar al. Her al gozul dol şu ol har. Şu mehtaglar çut nis sadadü tadüç. Ehatüş. Halh ala şiş. Vadirdir dalah. Say dadol wode şut. Şut ar efiri işte aloç. Havoş okso şerşka. Deriz hayılşın. Değerli sul haski taboş. Umdua elik. Dağmula. Düğütü duy. Khan fırıvı dağmula. Diyse. Tağın san ok. Nis efira. Diyse. Vere vatsa ma alır. Taka diyse düğüç. Kalduak. Şvayhum. Çadeş. Sendeş. Massu ağır. Veynik düğüç. Veynik. Massu ağır. Derju şvay. Nokçuk olmanı. Muhadela. Sendik. Nisvan te kaçkaş. Dakçık duydu koy. Dağmula. Şikuyat. Дорогие слушатели, и также все наши гости, а также те, кто будет нас слушать, желаю вам, как говорится, удачи, счастья, любви, чтобы всегда на вашем пути были хорошие люди, встречались вам хорошие люди, и всегда стремитесь познать истину. Нет дороже истины на этой земле и в этой жизни ничего. Самое главное в жизни – это истина. И, как говорится на чешском языке, если перевести на русский язык, приходите свободными, уходите свободными. Нохчимака дяхча, шумасана боркал, вайладуга болшарга, док маршалду, марш аль, нисватя, цанотя, борта бойлвой, цунисватя, цанотя, кача, лоль, ница, лольвой. Дал дяха берт кюершу, марш аль, ади кюершу, массера.